Добрый день, шановное господарство. Это живая трансляция Радио Свобода. Сегодня мы находимся у Городні. Тут проходит пикет, на яким збирають підписи за вилучення у кандидата у президенти Світлани Тихановської. Шостий город, у який приїжджає Сергій Тихановський, керівник штабу Світлани Тихановської. І, як ми бачили у минулих городах, менавіта на гэтыя пікеты збіраецца шмат людзей у цэнтры горада, і нешта падобнае чакаецца таксама сёння тут у Городні. Мы прыехалі трошкі загадзя, можаце пабачыць, тут не так людна насамрэч, як у іншых гарадах было, што мы бачылі. Нагадаю, першы пікет падобны Сергея Тихановскага прыйшоў у Менску на Камароўцы, потым ён быў у Слуцку, Барановичах, Мігілёве, учора гэта быў Гомель, самы масавы з усіх, дзе ён сабраў 5000 подпісаў за вечар. І сёння вось ён уже тут у Городні прыехаў, праехаўшы ад Гомеля каля 600 кіламетраў за адзін дзень. Тут стаіць 3 кропкі, 3 такія намёты, дзе збіраюць подпісы. У цэнтры Городні на Савецкай плошчы. Вось, мы прыехалі сюды трошкі загадзя і бачылі, як людзі толькі пачыналі збірацца. Гэта цэнтр горада, будні дзень, вечар. Было не так людна, але вось бліжэй да 5 гадзіны абвешчанага Сергеем Тихановскім часу, калі мусіць ён сюды прыехаць, людзі ўжо пачалі сцягвацца да цэнтра горада, ну а менавіта да пікетаў, да намётаў, у якіх збіраюць подпісы за Сергея Тихановскага. Варта сказаць, што у Святланы Тихановскай, афіцыйнага кандидата, прэтэндэнта у кандидаты у прэзідэнты, одна з самых таких заўважных прэзідэнцкіх кампаній, выбарчых кампаній. У кожным горадзе гэта было, былі вельмі доўгія чэргі, людзі стаялі гадзінамі. Так, зараз можа патлумаць, вось гэта, дарэчы, можем пабачыць Святлану Тихановскую. Менавіта гэта жонка блогера Сергея Тихановскага, якая зарэгістравала сваю кампанію, зарэгістравала сваю ініцыятыўную групу і збірае подпісы за вылучэнне. Трэба патлумачыць, што сам Сергей, блогер, аўтар блогу «Краіна для жыцця», збіраўся вылучыцца у прэзідэнты і зарэгістраваць сваю групу, але ён трапіў у СІЗА на 15 сутак і проста фізічна не змог падаць дакумент у ініцыятыўную групу, сваю ініцыятыўную групу у ЦВК, і тады гэта за яго зрабіла жонка, зарэгістраваўшы ініцыятыўную групу ўжо на сябе. Вось, і тут мы бачым такую у поўны рост выяву Святланы, такую кардонную. Падобная рэч была на сустрэчы з блогерам Нехта ў Менску летась. Вось, яшчэ ні разу яна не прысутнічала на саміх пікетах. І учора Сергей Тихановскі казаў, што вельмі імаверна, што Святлана будзе на пікеце ў Городні. Ну, не ведаю, калі мы тут уже бачым яе вось у такім выглядзе, хіба не трэба разлічваць на тое, што сама Святлана ізноў уже з'явіцца. Ужо амаль тыдзень праходзіць збор подпісаў, а медыа, журналісты толькі аднойчы мелі магчымасць з ёй сустрэцца падчас падачы дакументаў у цэнтральную выбарчую камісію, але яна тады адмовілася ад каментароў. Вось тут гэта Савецкая плошча, самы цэнтр, гістарычны цэнтр горада і адміністрацыйны гэта цэнтр горада. Тут пачынаецца пешаходная Савецкая вуліца, месца, дзе праходзяць масавыя мерапрыемствы, такое даволі папулярнае сярод гарадзенцаў месца. І 10 хвілін 20 таму сюды пад'ехала машына з такім вялікім тапкам на даху. Гэта
такий символ, один з символів усієї кампанії Тихановських. Так, буде правильно казати. Так, ось з'являються додаткові столи. Ми їх бачили вже у попередні дні на у інших родах під час пікетів вечорових за Світлану Тихановську. Так, і я почав казати, що сюди приїхала машина, і ми вже бачили Сергій Тихановський вже тут, у місті, і чекаємо, коли він прийде. Варто зазначити, а ось, можемо, до речі, покажи, будь ласка, ось зараз отуль накеровуються такі натовп, і ці ми бачимо там самого. Ага. Так. Вось гэта прыхільнікі, вось на чале вось гэтай невялікай калоны ідзе сам Сергей Тихановскі са сваімі прыхільнікамі. Гэта там група з некалькіх дзесяткаў чалавек. Вось, як звычайна, да, яго вступ. Вот немножко есть, спасибо. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня, представляете, читаю новости. Диктатору сорвало крышу. Говорит, мы знаем этих ребят. У них иностранное гражданство, говорит. Представляете? Иностранный. Уже, наверное, договорился или с русским, или еще с кем-то. И левый паспорт уже сделали, наверное. Представляете? Боится, трясется уже 100%. Где у нас очереди здесь? Есть? Уже мы записали. Громче, будем громче. Уже все подписались, что ли? Да. Сергій запитав зараз, де черги, ось картинки чергу, такі показальні і познавальні на кожному з пікетів, на які він приїжджає по городах Білорусі. Ось, а тут у місті, коли приїхали, ще не було ось менавіта чергу. Люди просто зібралися навокал і чекали приїзду Сергія. Здравствуйте. Ну вот инициативная группа работает. Здесь пока никого. Нет очереди. Только приехали, надо посмотреть, что происходит. Сергій каже, що вони тільки приїхали, треба поглядати, що відбувається. Є ще пусті столи. Так, може, покуль, ще маємо час, спробуємо поговорити з Сергієм. Сергей, добрый день, Рада Свобода. Скажите, ці чакать... Я прошу прощения, Николай, может, знаете, вечер, может поломаться, мы к чему-то прислоним, а те люди так хотели зонку видеть, да? Поможешь, давайте, а есть второго, да, сейчас секундочку. Мы сейчас только приехали, ребята, извините. Скажите, у вас... Вот музыку тогда прикрутить, как включается. А нажимаете на вот эту кнопку. Уважаемые гродненцы, друзья, я Соляник Николай, член Белорусского национального конгресса. Хочу от себя лично и от вас всех, гродненцы, поприветствовать Сергея Тихановского. Стоп, таракан! Хочу, Сергей, заверить вас от имени гродненцев, что мы настоящие патриоты. Мы не боимся этого узурпатора. Мы будем делать все для того, чтобы наша страна, как и вы говорите везде, стала процветающей, мирной, демократической, европейской страной. Мы хотим идти в цивилизованную Европу. И я, Соляник Николай, еще раз
прошу вас, в воскресенье, вы знаете, что проходят все республиканские встречи, митинги. Прийти сюда. Сергей, к сожалению, не сможет в воскресенье быть у нас. В Бресте. Поэтому я от имени всех демократических сил и движений приглашаю вас в 12 часов прийти сюда, здесь. Мы обсудим все проблемы. Мы скажем народу правду, до чего довел этот режим. Спасибо вам огромное. Я вас люблю и уважаю. Стоп, таракан! Сергей, извините, пожалуйста. У нас программа. Извините, пожалуйста, люди, услышите меня. Уберите этого таракана, вот, этого больного человека. Пускай меня снимают на видео. Пускай меня, блядь, посадят на писательный блок. Пускай меня посадят на суд. Приведи, а мы порвем. Пускай этого дебила уберут. Так, зараз, коли люди собралися вже вокруг гэтых наметаў з збором подпісаў, бачна, што трошки больш, може каля сотні чалавек, плюс-мінус. Сёння прыйшло ў цэнтр горадні на пачатак, прынамсі, збора подпісаў. Они так, как он делает. Потом также выдвигается, как и другие. Так, Он себя не сажает, а всех сажает. Да что это такое? Сергій, да, скажіть, будь ласка, інтригою сьогоднішніми зустрічами мусило бути з'явлення Світлани Тихановської, ці чекати сьогодні її тут? Вот уже приехала, да. Я же говорил, что в Гродно уже должна приехать. Вот приехали штендеры с ее изображением, многие хотели посмотреть, но сейчас можно только в масках, да. Ну, соответственно, вот в масках она сфотографировалась в маске и приехала. Но в Гродно это впервые, то есть в Беларуси, в другие города еще не приезжала. Ну, а коли серйозно? Ну, если серьезно, Лукашенко же мы тоже на улицах не видим. То есть вот, по-моему, повезло рабочим МАЗа или, да, какой-то, или МТЗ, вот сейчас он был. Тракторного. Да, тракторного, да, завода. Они рассказывали тоже, как там показуха, там есть наши подписчики. Вот, кандидаты на этапе работы сбора подписей инициативными группами редко где-то бывают, но их представители на месте, и если нужно, расскажут биографию. Агитировать же сейчас нельзя, программы рассказывать нельзя, поэтому самим кандидатам, собственно говоря, только можно, ну, не знаю, фотографироваться. Вот пока эту функцию я выполняю. Тобто, ну, не варто чекати у ближайші дні уживу з'явлення Світлани на якимсь з пікетів у інших городах Білорусі так само? Да, я думаю, что нет, но пресс-конференцию вроде бы мы готовим и пригласим и Радио Свобода, и другие СМИ независимые, чтобы поприсутствовали, задали свои вопросы. Дату сообщим. Ага. А скажіть, по тим, скільки чоловік вас зустрічало в інших обласних городах і тут, у Городні? Ну, по-разному. Вчера мы там по некоторым оценкам около 5000 человек было в Гомеле. Ну, примерно столько же, наверное, или больше было в Минске. В Могилеве чуть поменьше, ну и в райцентрах, соответственно, тоже меньше. Ну, 1000-1500 человек приходит, оставляет. Вот меньше 1000 еще никто подписи в день не оставлял, когда мы приезжаем. Вот. Более, наверное, 3000 было вот в Гомеле, да, там от 3 до 5. Мы не считали бюллетени, но мы привезли уже в Гомель не 7-8 вот, подписантов, как обычно, а 15, по-моему, даже там было. И все равно очередь стояла почти до 10 часов, мы с 10 закончили, чтобы успеть уйти там, да, с площади. И было еще какое-то количество, там до 100 человек, которые не успели. Мы с ними там с частью из них сфотографировались. Вот. Ну, люди не расстроены, придут другой день, знают, что пикеты проходят каждый день. Ну, в Гродно, в принципе, тоже, кто не успеет, могут в этот день подписаться. А можете сказать, что наконт инициативной группы из этих регионов? По-моему, вы сказали, что она самая малая. Самая маленькая инициативная группа, я не знаю, как так получилось, примерно 5 человек у нас всего на Гродненскую область. Причем один человек, по-моему, за границей работает, и, ну, в общем, 4... один человек с нами ездит в команде, соответственно,
4 человека всего на область, но люди где-то работают еще. Мы никому не платим деньги за это, не платим за подписи. Если кто-то что-то рассказывает, это ложь. Вот, и, соответственно, люди ну, сколько могут времени, столько собирают. Ну и понятно, что мы не можем в Гродненской области все города закрыть. Будем привозить еще людей. Вот завтра мы будем в Лиде. Ну и в какие-то другие города. Хотели Волковыск еще, но пока не получается. Там другой заход заедем. Будем как-то стараться охватить все города. Раз в Гродненской области мало у нас людей, ну, наверное, сюда будем чаще приезжать просто в другие города и встречаться с людьми, и они смогут оставить свою подпись за честные выборы без Лукашенка. Скажіть, ви увесь тиждень живете фактично на колах. У вас до 19 червня увогуле планується виходний, хоч один день, який ви вдома проведете, чи все буде у таких роз'їздах по країні? Каждый день новый город. Плюс, если переезды небольшие, мы будем еще днем заезжать в небольшие города, встречаться с людьми. Но это время нам предоставлено. Мы делали это даже до выборов. Встречались с подписчиками тогда, записывали интервью, пытались узнать, какие проблемы нужно решить, чтобы построить страну для жизни. В принципе, сейчас мы это делаем в рамках избирательной кампании. Добре, дякую. Може, ще трошки пізніше підійдемо до вас, коли вже самі поговорите з людьми, і у вас будуть вже ніякі міркування про те, що... Вы, наверное, еще самую главную новость не слышали сегодня. Уже ваши коллеги со мной связались. Лукашенко сегодня сказал, что у меня иностранное гражданство. Ну, наверное, российское подразумевает. То есть я, когда узнал, я даже не знал, как к этому относиться. Он, по-моему, уже совсем с ума сошел. То есть это, ну, вообще абсолютно непонятно. Говорят, какие-то люди ездят на куче джипов, там 10-12 джипов, там мы знаем, кто их финансирует, как всегда начинает рассказывать. Мы даже не оппозиционеры. Раньше он говорил, оппозиционеры чемоданами гроши увозят. А сейчас он говорит, какие-то преступники иностранные. Там, иностранные граждане. Да, уже. Я не удивлюсь, если они где-то договорятся с какими-то спецслужбами, паспорт еще какой-нибудь сделают и покажут разворот. Никогда не был ни гражданином никакой другой страны, только своей Беларуси, и в принципе желания не было. Особенно сейчас поменять паспорт. Когда были проблемы когда-то в 2010 году, еще каком-то, мне было иногда стыдно, что я белорус. Было такое. Но паспорт никогда я не получал. Сейчас я смотрю на этих людей, и я горжусь тем, что я белорус. Поэтому, если будут какие-то такие вбросы, это уже агония, по-моему, агония властей, и ему точно осталось уже недолго. А гэта першы раз, калі Александр Лукашенко асабіста звярнуў на вас увагу і згадаў? Я думаю, что первый. Як думаете, Чего он боится? Чего боится? Боится потерять власть, он видит поддержку людей, и он боится. 30 суток осталось еще. 30 суток. Еще 30? 30 Думали суток. 15? Нет, 30 суток уже они меня судили, и еще примерно 27 протоколов, которые могут быть по 15 суток, могут быть по 7,5. Ну, они ж... За каждое интервью, которое было в этом январь-февраль-марте, в феврале они давали по 15 суток, либо объединяли два вместе и давали за два 15 суток, вот как последний раз. А апрельские, когда мы каждый день ездили, они еще до этого не дошли. То есть еще много может быть. Если, не дай бог, что с вами случится, весь народ поднимется. Я знаю. Верьте мне. Хватит. Спасибо. Да, поднимется. Спасибо. а не было б ніяких попереджень ад міліції, КДБ за гэты тиждень? Нет, ничего не было. Я не Никаких. хочу подходить вперед, потому что я хочу это без камеры сказать. Но без камеры мы когда закончим, потом Мне подойдем. 66 лет. Хорошо. Если, не дай бог, с тобой что-то случится, я просто буду крайне радикально настроен. Не надо снимать. Я надеюсь, согласен. что ума у них хватит. Мне И 70 лет я работаю, потому что мне не хватает пенсии. На 2 пенсии стажа. Сергей, у меня мать тоже пенсионер, она извините, работает, потому пожалуйста. что у нее пенсия. дай бог, Потому что чтобы вы не стали хватает на 2 президентом. недели, Нет, всё. И за вас я тоже пойду. Береги себя Спасибо. ради Все, нас. все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Что есть такие люди? Ребят, И давайте Степан. сфотографируемся чуть попозже. И Степан есть. Спасибо. Надоело уже. Надоело. Действительно надоело. Добрый день. Это Рада Свобода. У нас живая трансляция. Вы сказали, что до 2 у вас пенсии не хапае, вы еще працуете? Нет, я уже стаж у меня на 2 пенсии, а получаю 350. Представьте, я одна, 10 лет вдова. Это
на дорогу трачу, потому что мне не хватает, допустим, чтобы одной пенсии. И остается там немножко. Еле свожу концы с концами. Если я буду на пенсии одной, мне надо заплатить коммунальные услуги за квартиру. Так мало того, а лекарства. Я после инфаркта. А дети мои не могут найти работу. Если есть 2-3 месяца, работодатель они не защищены. Работодатель 2 месяца держит, а потом отправляет. Говорит, вы не устраиваете. Он не оформляет их. Докажи. Нету защиты для насельництва этого белорусского. А он все какие-то законы. А скажите, вы про Сергея Тихановского як давно ведаете и отколь? Вы знаете, я иногда смотрю и телевизор, и иногда мне показывают интернет. Я плохо в нем разбираюсь, я простой человек. Но я видела, как его схватили, забрали. Понимаете, человек идет, чтобы сказать правду, за что его забрали. За то, что он дебатируется, что он боится. Если ему 90% за него, что он боится? Пускай люди выдвигаются. Но он что-то... И штрафует их, и садит в тюрьму. Нельзя так. Нельзя, я считаю, что нельзя. Если честные выборы, значит, должны быть честными. Все. А скажите, а на минулых выборах за кого вы голосовали? Я вообще не ходила. Чему? Я один раз в жизни ходила, когда он обманул первый раз, что будут люди по $200 получать. Помните те года, когда он только... Я посмотрела, он ничего не исполняет. И все каждым разом все хуже и хуже живем. Хуже и хуже. И теперь я вот за Короткевича, а я потом смотрю, она сидит там, ничего не делает. Это я так поняла, что это подставное лицо. А теперь вот этого человека я увидела, как его хватали, как сколько людей за него было. Теперь видим, как Минск за него голосует. Думаете, может нечто измениться, дякуючи этому человеку? Есть хоть надежда, а здесь надежды нет. Все. Все, бросил людей на этот вирус, кто может, так и да стыдно, чтобы открыть счет, чтобы медикам помогать. Это стыдно. Ты, правитель, ты помоги медикам. Добре. Ну, так или нет? Дякую велике вам за ваше міркування. Просто его уже накипело. Так, гэта мы размаўлялі з адной з жанчын, якая сюды прыйшла. Хотела бы высказаться. Так, калі ласка, добрый день. Добрый день. От лица молодежи белорусской я хотела бы сказать, почему я должна хотеть убежать из своей страны за лучшей жизнью. Я хочу здесь получать хорошее образование, хорошую медицинскую помощь. В принципе, хорошую работу иметь, не получать так $200, если повезет. Меня недавно сократили, потому что работодатель решил, что слишком много нужно людей. А оказалось на деле, что слишком мало нужно для работы. И все, и теперь я без работы. Я за 3 месяца работы по 12 часов 2 через 2 получила 400 рублей. На что мне жить 3 месяца за 400 рублей? Серьезно? Я хочу, чтобы в нашей стране молодежь жила, а не искала пути, чтобы отсюда свалить просто за лучшей жизнью. А колькі вам год? Мне 18 лет. 18 год. 18. А где вы працавали? Я работала в магазине косметики тут недалеко. Нас перевели в Тринити, который сейчас открылся. Из-за пандемии никто туда не ходит, и все. И идите гуляйте. Нас не волнует, чем будете заниматься. А як увогуле зараз з працею увогуле у Гродні і для молоді, і увогуле для інших людей? Каждый день я просматриваю сейчас вакансии работы. И нужны водители в Яндекс.Такси, в любое такси, водители дальнобойщики, продавцы. Там нужен опыт, где я возьму опыта, если меня не могут взять без опыта. В принципе, работы особо никакой нету сейчас. С продавцом куда-то за 400 рублей. 400 рублей. И мне просто смешно. $500. Где мои $500? Лукашенко, скажи, пожалуйста, где мои $500 в месяц? А вы пришли сюда, потому что связываете, надеюсь, что может нечто измениться? Конечно, я в это... Знаете, есть скепсис определенный, то, что опять будет там 90% или его там сфальсифицируют. Не 90, а 85. Но я бы хотела, чтобы в этот раз прошло все жестко и
может быть, даже какие-то восстания, не знаю, протесты будут. Я даже надеюсь на это в какой-то степени. Я хочу, чтобы что-то поменялось хотя бы в этот раз. А скажите, ну вось вы подошли, сказали до нас, что як прадстаўнік моладзі хотели б выказаться, а наколькі вось сярод у коле ваших знакомых таксама люди там незадоволенные, готовые, вось, як вы кажете, да? Все мои знакомые, они недовольны. Многая часть уже уехала в Польшу, например, учиться и жить. Недавно у меня, вот, на днях уезжает мой друг работать в Германию на несколько месяцев, может, на полгода. Потому что тут работы нет. Вот и все. Люди хотят жить, а не выживать. Хаця быццам бы вось адсюль прыходзяць навіны пра тое, што без віз ён вось неяк эканамічна падштурхоўвае развіццё горада. Еще раз. Што, ну, пасля таго, як візы адмянілі, што стал быццам бы развівацца горад. Да нет. Ну, по рабочей визе делают и уезжают сейчас. А так, знаете, я бы тоже очень хотела уехать, но это моя страна. Почему я должна уезжать? Я не хочу, мне нравится мой город, он прекрасен. Я люблю исторический центр. Просто я люблю эту страну, люблю свой город. Я бы очень хотела тут жить хорошей жизнью нормального человека. У меня мама, у нее стаж 30 лет, школьница получает пенсию 300 рублей. Это нормально? Это ненормально. Дякую вялікі вам. Ось так просто люди самі падыходзяць і распавядаюць пра свае перажыванні. Я бы сказаў, гэта падобна да таго, што мы бачылі ў іншых гарадах. Шмат людзей прыходзяць сваімі праблемамі, падзяліцца з імі і асабіста з Сергеем, вось, і проста абмеркаваць ізноў жа вось пытанні працы. Мы размаўлялі пакуль толькі з двумя чалавекамі, з двумя людзьмі, і вельмі вострыя пытанні працы. І у горадні, нягледзячы на тое, што гэта буйны і прамысловы цэнтр, і турызм тут развіваецца апошнімі гадамі, але вось людзі наракаюць, што вельмі цяжка і на пенсію пражыць, і маладым таксама зараз уладкавацца. Так, давайте агледзімся, ці штосьці змянілася ў гэты час. Такое ўражанне, што неяк людзей пабольшала. Яны так вось выстраиваюцца у такія чэргі. Вось вакол Сергея вялікая група людзей утварылася. Бачыце, тапкі, галоўны такі атрыбут усіх пікетаў. Гэта спачатку людзі прыходзілі з гэтымі тапкамі. Вось мы ў Менску бачылі некаторых, а потым у кожным горадзе все больш і больш таких розных, абсолютно самаробных нейкіх сімвалічных тапкаў. Адзін з такіх сімваляў кампаніі. Хлопцы, добрый день. Рада Свобода. Скажите, расскажите, як зараз живется у горадні і чаму пришли сёння на пикет и подписаться за за Светлану Тихановскую? Да, живется. Я не знаю, как кому, наверное. Кое-как, ну, выживается, скорее всего, не живется. Я извиняюсь. А пришли, ну, потому что надо что-то менять как-то. Все однотипно, постоянно. Это ж не так должно быть. Должно быть свобода слова. Это я хочу, я вышел, что хочу, я говорю. А не так, я боюсь, я сижу дома, я обсуждаю на кухне. Должно быть так. Скажите, адсюль з гэтага горада ёсць іншы кандыдат у прэзідэнты Валерий Цапкала. Наколькі ён папулярны у асяроддзі, напрыклад, вашым? Честно, мне немножко не импонирует. Что-то как-то я немножко ознакомился с ним еще. Это почему-то мне не зашло, как сказать по-простому. Не знаю, не нравится. Это, ну, сугубо мое мнение, я никому не говорю ничего. Ну, что-то нет, не мое. А чим Светлана Тихановская ваша? Да потому что это новое, свежее, никто не боится. Вот этот муж ее говорит, ездит, не боится. Почему? Мы должны быть так. Мы должны его примеру следовать так же, чтобы говорили. Да потому что надо перемены. Не может один человек управлять всем постоянно. Это ж никак не должно быть. Это чтобы выбирали мы. Свободу надо, свободу.
А якого кшталту перамены, што не задавальняе, напрыклад, асноўнае вось сёння вас? Ну, потому что мы в центре Европы, как-то мы в центре Европы, а живем как в Советском Союзе. Одна власть, одно что-то неизменное. Почему? Может, я хочу пойти что-то говорить, что-то делать, что-то менять. А мне нельзя, потому что я работал на разных предприятиях. У нас же как обычно. Кто много говорит, кто много возмущается, выбирают. Потому что такого никому не нужно. А кто будет улыбаться и соглашаться со всем, он продвигается. А зачем нам такие нужны, если своего мнения нету? Мне это не нравится. Ни перспектив, ничего. Надо что-то... Все уезжают в Польшу. Почему? Плохо. То бок у горадні шмат людзей выязджае на працу ў Польшу? Я сам работал за границей. Я вернулся, потому что жена любовь вернула. И, наверное, сам собирался уезжать. Ну, как-то что-то вроде луч надежды какой-то появился. Думаю, надо сидеть, надо выходить, говорить что-то. Потому что я не хочу жить где-то там. Я хочу жить дома, где мои родители, где моя семья. И все. Зараз 14 кандидатаў у прэзідэнты засталіся. Ці вы за кагосьці яшчэ падпісваліся, ці вам нехта яшчэ імпануе? Я не за кого, я против одного, я вот так скажу. Мне, по сути, наверное, не важно, кто будет. Главное поменять, а что там. Не будет плохой, ну, честные выборы, изменим другого. Что надо делать. Вот так. Дякую вялікі вам. Радио «Свобода». Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Можете распавесці про то, ці чакалі вы, што столькі людзей прыйдзе у горадню на гэты пікет? Честно, я думал, как-то минимум все это придет. Ну, я рад, что столько народу собралось. Это очень здорово. А чаму думали, што меней будзе? Я не знаю, как-то Гродно, он какой-то менее аполитичный такой. Он как-то в политической деятельности так минимально участвует. То есть больше как-то восточная часть вот участвует. Вот западная часть как-то вот минимально. Вот. Чым гэта маглі бы патлумачыць? А? Чым гэта маглі бы патлумачыць? Ну, я не знаю, но все тут как-то, знаете, у нас живут своей жизнью, как бы, большая часть, как бы, типа, знаете, моя хата с краю, ничего не знаю, как бы, и... Все просто вот, как бы, существуют так, грубо говоря, так, вот, друг от друга, как говорится, там, решает каждый свои проблемы. Не знаю, с чем это связано, ну вот так вот у нас, ну вот так, как я вижу, именно конкретно. Скажите, вось уже цэлы тыдзень збіраюць подпісы по ўсёй краіне, у тым ліку ў горадні, ці шматлюдныя былі іншыя пікеты, ці вы самі заўважалі, ці адчуваеце, што прэзідэнцкая кампанія пачалася? Ну, не тыдзень целый, как бы, тут, по-моему, там дня 4, наверное, дней 5, наверное, ну, собирается все это, ну, что-то начало, что-то движется, как бы, это здорово, это круто, когда что-то, ну, что-то двигается. Я думаю, что это, ну, как бы, принесет какие-то свои плоды, вот. Ну, хотелось бы чего-то лучшего, хотелось бы каких-то перемен, вот. Якого кшталту перамен? А? Яких перамен? Чаго перамен? Что трэба пераменять? Формы, не знаю, экономические сделать, там, социальное, здравоохранение, наверное, здравоохранение, там, да, что-то, ну, что-то изменить, как бы, изменить к лучшему. Демократия. Да. Что кажете? Демократия. Мы, на самом деле, очень честно, ну, извиняюсь, офигели, что Радио Свобода, ну, как бы мы фанаты Радио Свободы, ну, мы вас смотрим, как бы, вообще просто все время наблюдаем, и как-то так, когда с камерой подходят, как-то так все приемно, но сразу, ну, теряться начинаешь. А так мы вас смотрим, мы ваши подписчики, как бы, наблюдаем за вами. Ну, хочется какого-то глотка свежего воздуха, что ли, вот что-то такого, вот. Пропёржено все стариками этими. Да, так уже хватит, так сколько можно, ну сколько уже можно? То есть, ну, какую-то дорогу молодым, там, я не знаю, ну, какую-то свободу именно. Тут половина людей не знает, что такое слово «свободным», что такое быть свободным. Они не знают даже этого. Вот там те же поляки, там, те же литовцы, они реально свободны. Некоторые там говорят, там, я не знаю, там, ой, литовцы, там, они там рабы Евросоюза. Да никакие они не рабы Евросоюза, они живут гораздо круче, чем мы, гораздо круче они все мутят и все существует. Ну,
ну, я извиняюсь, что я, ну, я не могу слова подобрать, я волнуюсь очень, извините, как бы, ну, даже маленькая эта страна, как Гродненская область, простите, она живет лучше, чем мы. А чем мы, ну, хуже их? Мы тоже такие же люди, мы тоже хотим же так же жить. Мы ну, заходим жить в наш как люди. социальный лифт, и мы видим, что там нагажено, нам это не нравится, и мы хотим право что-то поменять. Поменять, а тут вот сколько именно. убирай, не убирай, там все равно Так, а будет сколько нагажено. можно уже этого? Сколько можно уже, ну, уже, ну, конца предела края этому нету, так скажем. Уже какие-то нужны, какие-то, ну, перемены, изменения какие-то, ну, обратно, глоток свежего воздуха нужен. Мы коренные гродненцы, вот, допустим, то есть мы знакомы, то есть, по сути, Да. с юности, с детства все, то есть я кого Да. не прихожу, то есть я здесь, ну, здесь, то есть, ну, большую Мы часть вот, людей кстати, знаю. с детства знакомы. Вот. То есть мы вместе росли, мы вместе были подростками. Но мы не можем в своем регионе, то есть в своей стране, мы не можем ни на что влиять. То есть зачем в таком случае, то есть такой Так порядок? кому власть принадлежит, простите? Народу принадлежит, наверное. Ну, по правилам, народу или кому? Или там кучка там чиновников там, да, в главе. Скажіть, ось 9 жнівня офіційно призначена ось дата виборів. Думаєте, що може здаритися у гэты дзень і на наступныя дні? Ці гэта будуць такія самыя выборы, як у 15-10 годзе, вось, ці сёлета нешта іншае? Будет что-то совсем другое. То есть нужно будет готовиться к тому, чего у нас еще ни разу не происходило. То есть у нас есть уже опыт. То есть 17-го года Дня воли, то есть в Минске, как происходили, то есть задержания, как происходили, то есть Ну, так разгоны 10-й год тоже. Ну, вспомни. Я это все видел изнутри, как это происходило. То есть и люди должны делать выводы из того, что происходило. То есть будет отключен интернет в зоне, то есть каких-либо, то есть протестов. Будет отключена Стрим любая... тоже ваш будет Да, отключен, будет отключена любая потому что мобильная когда связь. митинги были за тунеядцев, я Радио Свободу туда смотрел, помню. На тот момент я еще, Были сбои у в меня стриме. еще была, то есть официальная, скажем так, работа. На тот момент это меня не касалось, но тем не менее, то есть я все равно поехал в Минск, и я посчитал нужным, то есть выразить свое мнение. То есть я никогда об этом не пожалею, потому что с тех пор, то есть, ну, тунеядство, скажем так, оно выглядит не в той форме, в которой, то есть, нам пытались его навязать. Похабное тунеядство вообще. Ну, Извините, пожалуйста, я подождите. Вот. Поэтому нужно готовиться к тому, что мы будем действовать в новых информационных условиях, где нельзя будет уже нормально не связаться друг с другом, поэтому единственное, что между нами остается, это наша вот связь, как мы знаем друг друга, как мы общались в эру до интернета, как, то есть мы оказывали, то есть, поддержку с друг другом до интернета. То есть когда не было никаких электронных средств, которые могут оказаться, то есть, под их контролем, через которые можно совершать, то есть, подлоги, манипуляции, то есть, и подобного рода вещи. То есть все, что у нас осталось, это вот мы, те, кого мы знаем, то есть наш круг. То есть больше нам никто, то есть, не поможет, и больше с этим некому разбираться, по большому счету. Потому что задавить СМИ, задавить каналы распространения связи, это когда у них это все находится в руках, контроль, это легче легкого. То есть, Ну, только БТ будет работать. ну, будет работать БТ, но нам добре. от этого не легче. Дякую велике вам за міркування ваше. Спасибо вам, что вы делаете. Спасибо. Спасибо. Соблюдаем. Спасибо. Мы вас смотрим. Вы крутые. Дякую, наші глядачі. Ось ми не поспіваємо, а десь кудись до нас самі підходять люди. Так, між іншим, тут ось виступає, ну, просто розмовляє з людьми Сергій Тихановський. І так, вельми шмат людей зібрався. Бажайте. На ступеньках было отведено место для Лукашенко, когда он избирался на должность президента. Ему отвели вот это здание, не здание, а Возле здания. возле здания. И я со студентами пришла посмотреть, кто же у нас будет президент будущий. Он тогда выдвинул лозунг, под которым он шел. Борьба за коррупцию. Меня это, думаю, не возмутило, а просто удивило. Как так человек молодой, он замахнулся на коррупцию, когда в других странах мира это была проблема номер один, и никто, даже опытный, не решался решать эту проблему. И ехал он из Минска на старом москвиче в 94 году. На москвиче с ним ехал отставник военный и
подъезжая к Гродно, все время давали, значит, знать, где они находятся. И сообщали, что опасная дорога, в них стреляют. Ну и потом приехал, и первая фраза его, что я совершил героический подвиг, к вам приехал, опоздав на очень длительное время, потому что у меня стреляли. И сегодня мне думается, если бы его шальная пуля попала бы, то наша Беларусь находилась бы в числе передовых стран Западной Европы. И наш народ не ощущал бы такую несправедливость, такое беспредел, такое издевательство. Поэтому я пришла за то, чтобы сказать огромное спасибо, низко покланяться вам, как герою Беларуси, и от имени старшего поколения, от всей молодежи хочу назвать вам белорусским героем. И тех, кто был рядом с вами и репрессирован в 10-20 году 21 века. Пусть ведь все равно же когда-то нечаянно или внезапно придет судья и вынесет страшный им приговор. И будут они во тьме кричать вместе. Этот таракан, как вы назвали его, этот коррупционер, этот диктатор своей мошенницей Ермошиной будут кричать во тьме: «Господи, спаси, Господи, спаси!» Но никакого спасения им не будет. Они должны отвечать за свои дела. Они должны ответить за развал Беларуси, который... Ось ви зараз чули вельмі емоційну промову жінки, яка пригадувала, як сюди у 94-му годі, ось, покажи, будь ласка, Андрій, ось на гэтым будинку на прыступках вось гэтых ён сустракаў гарадзенцаў тады са сваёй антыкарупцыйнай кампаніяй, якая была у ягонай прэзідэнцкай гонцы. Вось, і так, вельмі эмацыйна яна распавядала Сергею Тихановскому Добрый день. Радио Свобода, живая трансляция. Скажите, вось у гэтай прэзідэнцкай кампаніі удзельнічаюць і мужчыны, і жанчыны. Ну, іх таксама немало. Вось, а сёння Лукашенко сказаў, што не можа. Беларуская канстытуцыя не прадугледжвае, каб прэзідэнтам была жанчына. Ну, вось у тым ліку, напрыклад, сёння збіраюць подпісы за Святлану Тихановскую. Як вы ставіцеся да такога выказвання? Полный бред. Почему нет? Равные права, что у женщин, что у мужчин, почему она не может быть президентом? Вполне может быть. Я ничего в этом не вижу, такого какого-то необычного явления. И это все нормально. А скажите, як давно вы вось гэтую кандыдатку, за якую сёння збіраюць подпісы, ведаеце пра яе асабіста і ўвогуле пра Сімі Тихановскіх? Именно про Сергея. Потому что являюсь подписчиком, и как бы он очень, такие болезненные темы поднимает вообще в нашей стране. И как бы я сам работаю здесь и вижу много всего несправедливого, и нас народ боится всего. Ці гэта ўвогуле першая сустрэча з кандыдатам, прадстаўніком кандыдата, на якую вы прыйшлі падчас гэтай кампаніі, і чаму вось менавіта на іншых не прыходзілі? Нет, не приходил. Пришел именно специально сегодня сюда. Почему? Мне близко это все, просто очень близко и понятно. А все, что это показывает это белорусское телевидение, это больше показуха.
Вось па беларускім тэлебачанні у тым ліку сказалі, што 200 тысяч чалавек ужо падпісаліся за Александра Лукашенко. Я не верю, не вижу ни одного пикета за Александра Григорьевича. Хотя вижу, там и Цыпкало стоит, и здесь Тихановский стоит уже не первый день его палатки. А именно про президента нет, не вижу. Бок, ну, вы не ведаеце людзей, якія збіралі подпісы і падпісваліся б за яго масава вось так? Нет, не знаю. Без понятия даже. Пока не сталкивался, по крайней мере, с ним. А скажите, на папярэдніх выбарах ці вы калісьці ўвогуле галасавалі за Лукашенко? Вначале, да, было. Вначале было, да. Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Что изменилось? Ну, угодно, только не он. Потому что, ну, прогресса я не вижу вообще никакого. Абсолютно, потому что мы топчемся на месте, а местами, может, даже и где-то уже идем вниз. Потому что, ну, чем мы отличаемся от той же Чехии, Словакии, там, допустим, какой-то Польши даже той же. Чем мы отличаемся? Ничем абсолютно. У нас такие же люди здесь живут, как и там. Почему там по-другому, а здесь как-то по-другому так? По 500? Всем по 500? У Гродні столько не заробляють по 500? Ну, я не скажу, что не зарабатывают, но зарабатывают люди на вредных предприятиях, допустим, ну, может быть и 1000, и больше, но в основном это начальники наши, а обычные люди около 1000 рублей, если это, там, допустим, взять градообразующее, там, азот, химволокно, может быть, да. А все остальное, это... Я не знаю, как в других, там врачи, там еще кто-то там, без понятия. Но читаешь, и люди скидывают информацию по поводу своей зарплаты. И, ну, очень мало людей, которые довольны ей. От зарплаты до аванса, от аванса до зарплаты. Вот и вся жизнь. Добре, дякую вам. Так, давай. Так, тут я скажу, що трошки, звісно, відрізняється пікет за Світлану Тихановську від тих, що проходили у інших городах, обласних особливо, бо повсюду люди такі вистраювалися у великі черги. Ось. А тут це, хоча така зустріча, справді, проходить, розмови з самим Сергієм, ось, поміж собою, ось, виступ Барда зараз. Гэта, калі я не памыляюся, Анатоль Кудласевич, які з ім ездзіў у іншыя гарады. Так, можам паспрабаваць залезть трошки вышэй, каб паказаць маштаб вось гэтай падзеі сёння. Ось можете бачити, скільки зібралося тут людей, тобто, може, 200-300 чоловік. Збольшага, да, большасць людзей тут у масках, таму што у горадні, таксама як у іншых гарадах, шмат рэгіструецца выпадкаў каранавірусу. Вось, асабліва апошнія дні паступаюць з раённых цэнтраў, з гарадзеншчыны пра ўспышкі вялікія ў Ів'і, у Смаргоне. Вось, але тут так, людзі прытрымліваюцца, такое новае паняцце з'явілася у нас, масачны рэжым. Вось, людзі прытрымліваюцца гэтага масачнага рэжыму, але даволі кампактна, вось усе сабраліся у гэтым куточку паміж каля пачатку Савецкай вуліцы на Савецкай плошчы, каля насупраць фарнага касцёлу у гістарычным цэнтры горада. Вось тут 3 намёты былі адразу, і яшчэ некалькі чалавек разгарнулі сталы, дзе збіраюць подпісы за вылучэнне Сергея Тихановскага. Бачым, як Сергей не выходзіць на толпу, паўсюль размаўляе з людзьмі. Добрый день. Радио Свобода, это живая трансляция. Расскажите, калі ласка, что вас привело менавіта на сустрэчу з гэтым кандыдатам у кандыдаты у прэзідэнты? Ну, гэты кандыдат
вообще-то кандидатка, это самое, но она, ну, как бы Тихановский муж, он ездит, подписи собирает, все остальное. Потому что жить нельзя так, нельзя. Всех людей гнобят, унижают уже, просто больше некуда. Ну, надо свободу людям. Зарплаты маленькие. На работу устроиться невозможно. У меня даже 2 детей. И заявления лежат, и все это самое. Но их не берут, 3 года не берут, потому что они не нужны. Придет на работу устраиваться, ты молодой, что ты умеешь? Ничего ты не умеешь, свободен. И так и всех, это касается всех. Ну, уезжают все в Польшу в основном, потому что здесь работы никакой нет. Тобто ви самі особисто не можете зараз улаткуватися на працю у городі? Нет, я работаю, мне как бы более, я уже почти 30 лет работаю на одном месте, ну, на Азоте. Но все равно это не зарплата, вредные условия, поснимали все, забирают все. Ой, ну что там говорить, это, в общем, как могут, так и унижают человека. Просто, ну, а мы не можем слова сказать никакого вообще. Вот как бы так. Думаєте, ну, ведаеце інших кандидатів? Ось є один акурат з вашого города родом, Валерий Цепкало. Цепкало. Ну, Цепкало приближенный, наверное, к Лукашенко. Это потому что там все равно власть, она своя. А здесь надо человека из народа, который ездит по стране, на самом деле все показывает. Я даже могу взять, я сам даже из деревни, с одной тещей, там другой зелью. Вот. Был колхоз, выкупили, развалили, была ферма, люди работали. Убрали, за 10 километров кому-то ездить, куда-то на работу устроиться невозможно, взяли даже если взять. Поэтому что говорить дальше? Развалили все, людей негде, некому работать. И, ну, что говорить об этом? Просто они ездят, приезжают, асфальт закатали новый, и он походил, все нормально. Пускай зайдет на любую другую ферму, посмотрит, что там делается. Это... А як давно ви ввогуле ведаеце про Тихановских? Ну, я, в принципе, стрим смотрю уже где-то больше полгода, как бы это самое. И вот рассматриваешь, смотришь, что он ездит, показывает правду, люди говорят правду, потом сидят за эту правду, потому что сказали в лицо, как бы, как говорится. И вот поэтому надо следовать за ним, за молодыми, чтобы они уже знают, наученные. Ну, вот как бы так. Добре, дякую вам. Дякую. Вось яшчэ раз попрошу показаць. Глядзіце, гэта, да, конечно, вельмі адрозніваецца, да, ад пікетаў і стрымаў з іншых гарадоў, дзе праходзілі сустрэчы з Сергеем Тихановскім, кіраўніком штаба Святланы Тихановскай. Вось, нагадаю, Сергей адказваў ужо пра тое, калі з'явіцца публічна сама Святлана, прэтэндэнтка ў кандыдаты ў прэзідэнты. Вось, і сёння тут з'явіліся вось такія папяровыя выявы ў поўны рост Святланы Тихановскай. Сергей патлумачыў, што вось яна абяцае правесці прэс-канферэнцыю, але на пікетах пакуль не варта яе чакаць, не варта чакаць яе з'яўлення. Вось, паўсюль прадстаўляе яе ён сам. І гэта 3-й абласны горад, дзе за тыдзень. Вось, плюс Менск, з Улікаменску гэта 4-й. То бок паслязаўтра яшчэ будзе ў Берасці Сергей Тихановскі, і, здаецца, толькі Віцебск, дзе ён не пабываў за першы тыдзень збору подпісаў за вылучэнне Святланы Тихановскай. Так, давайте, напэўна, пойдзем яшчэ паразмаўляем з людзьмі. Вось, вернемся на... Вось мне пераказваюць, што каментуюць людзі наш стрым і кажуць, што, цытата, горад не гэты горад шляхты, мяркуючы па атмасферы, якая тут пануе. Вось.
Цяжка сказаць. Я быў на непасрэдна працаваў сам у Менску на Камароўцы. Вось і потым як я бачыў іншыя стрымы, ну яны праходзілі больш-менш падобна. Вось, а тут сапраўды нешта адрознае ад іншых гарадоў. Напярэдадні перад пачаткам стрымаў я размаўляў з мясцовымі журналістамі, і яны расказвалі, што у першы дзень, калі толькі пікет выставілі за Святлану Ціхановскую, тут з'явілася вялікая чарга да вось таго будынку, там дзе аптэка, надпіс калі бачыце, гэта адсюль метраў 200-300. То бок у першы дзень такая чарга з'явілася, людзі падпісваліся, прыходзілі, падпісваліся і так у іншы час. Вось, а непасрэдна вось гэтая сустрэча, да, сапраўды прыходзіць як хутчэй такая сустрэча, размова, вось, чаго мы не бачылі у іншых гарадах. Вось, давайте яшчэ можам пагаворым зараз з людзьмі, якія прыйшлі сюды падпісацца. Добрый день. Добрый день. Радио «Свобода», это живая трансляция. Скажите, вы сами отсюда из города? Нет. А приехали адмыслова? С Минской области. Ага. А чему сюда приехали? Тут работаю. А, вы просто по праце тут зараз живете? Скажите, вы глядели іншыя стрімы з сустрэчу Сергея Тихановского зараз? Нет, не смотрел. Я знал о таком человеке, вот, и поэтому как бы хочу поддержать его. Молодец, как бы железный стержень, пошел против системы. А іншыя кандидаты? Не знаю, не рассматриваю пока больше никого. Гэта адзіны, каго, хто вам імпануе і каго ведаеце, каго будете падтрымліваць? Да, это единственный, которого буду поддерживать. Што прыцягвае вось у Святлане Ціхановскай, якую прадстаўляе Сергей Тихановскі, ну, будзем казаць, Тихановскі я? Блин, я не знаю, не понял вопрос. Что привабливает, что вам подобается у им, а у чего нема у інших кандидатов? Мне нравится в нем то, что он не боится, несмотря на то, что его там и садили, то есть он идет к своей цели и как бы ее достигает. Вот. Это, в принципе, как бы должно быть в каждом белорусе такое. То есть в последнее время люди что-то, как-то сказать, что-то, ну, чего-то боятся и как бы что-то сдерживает их, вот, и боятся думать по-другому, либо противостоять чему-либо. Вось 200 тысяч чалавек сабралі за Лукашэнку. Ці вы бачылі на ўласныя вочы такую падтрымку за ягонае вылучэнне ў горадне? Ну, в принципе, такое может быть. Пенсионеры голосуют, там, люди голосуют. Это да, такое может быть. Не, ну, а вы сами бачили там пикеты, за ягоный сбор? Нет, не видел. Потому что как бы в будний день, как бы, как нормальный обычный человек, все люди на работе, после работы как бы некогда даже посмотреть на такое. Вот может кто-то тут в центре, там, ну, человек 50-20, ну, не знаю, 100 максимум. А ці бачылі падобныя, ну, вось палітычныя, гэта можна назваць такім зборам людзей, якія палітычна зацікаўленыя ў горадзе, там, у апошняй частцы ўвогуле, вось як сёння? В таком количестве нет, не видел. Вот я как-то был в Гомеле, это была тоже предвыборная кампания, только я не помню, прошлые выборы вот были. То, в принципе, такого ажиотажа не было даже ни у кого, ну, то бишь, ни у кого из кандидатов в президенты. Вот. А вы можете уявить себе, что сапраўды может так статься, что Светлана Тихановская может стать президентом Беларуси? Ну почему бы и нет? Может, конечно. У всех есть. Если все будет честно, и я думаю, да. Просто победит сильнейший, за кого больше проголосует. Лукашенко сегодня сказал, что по белорусской конституции не предугледжено, что женщина может стать президентом президентом Беларуси. Не знаю, по-моему, любой человек может стать независимо от пола. Главный интерес, ну, главное желание.
вон, допустим, президент тоже как-то, ну, Лукашенко тоже стал. Причем тоже никто даже не ожидал когда-то. Ну, баллотировался точно так же, как и сегодня Светлана. У всех равные условия должны быть. Добре, дякую велике вам. Я нагадаю, коли ви глядите наш стрім, не забывайте подписываться на наш канал. Ми освітляємо усю політичну президентську кампанію. Уже було за гэты тыдзень стрімы з подпісаў за вылучэнне ў кандыдаты у нас са Слуцку. Учора быў у Гомлі. Вось у нядзелю вялікі першы пікет быў у Менску на Камароўцы. 4 гадзіны мы перадавалі у жывую і паказвалі вам, што адбываецца. Вось, а сёння наша трансляцыя з горадні, і тут не ведаю, мяне такое нават уражанне, што гэта штосьці кшталту нейкага гарадскога свята, музыка гучыць, людзі вельмі прыязна паміж сабой абмяркоўваюць нешта. Вось так у невялікія чэргі выстраюваюцца таксама. Вось не такого кшталту вось чэргі, як мы бачылі з Барановічаў, напрыклад, за Слуцку, і я ўжо не кажу пра Магілёў ці Гомель. Вось у Магілёве, дарэчы, пікет, на якім быў Сергей Ціхановскі, стаў па меркаванні мясцовых, па словах мясцовых журналістаў, увогуле найбуйнейшым з 94-го года. Добрый день. Рада Свобода, живая трансляция. Скажите, это як давно увогуле вы сюда пришли? Я сегодня сюда пришел, чтобы поддержать инициативную группу кандидата протеста Тихановской, жены Тихановского. Я считаю это своим долгом, как гражданина, как человека, которому не безразлично будущее нашей страны, как активиста. Я считаю, это самое малое, что может делать каждый сознательный белорус. Хотелось бы обратиться ко всем белорусам и сказать, что пришло время открыть глаза и посмотреть вокруг, посмотреть, к чему мы пришли за 26 лет и к чему придем, если так называемый нынешний президент останется еще на 5 лет, а там, по всей видимости, еще на 5 лет и еще. Все ждут перемен. Посмотрите, что происходит на данный момент в стране. На волне пандемии мы проводим парады, мы проводим субботники, мы устроили президентскую гонку, хотя все прекрасно понимают, какие будут результаты, как обычно. Поэтому я считаю, что выборы могут пройти только по одному сценарию. Это если Лукашенко снимет свою кандидатуру, и только без него, только так и никак иначе. Люди устали от беспредела, люди устали от беззакония. Я предлагаю всем поддержать активную часть населения, поддержать кандидатов протеста, поддержать нас, тех людей, кто не боится говорить правду и не боится высказываться. Мы имеем на данный момент, как я считаю, незаконную конституцию, которая не соответствует даже минимальным демократическим требованиям. Нарушаются все принципы правового государства, нарушаются права человека, нарушаются свободы человека. Что еще? Скажите, вось мы перед пачаткам гэтага стрыму тут прыйшліся па цэнтры горада, вось і бачылі там таксама пікет чалавека з горадні родам, Валерыя Цыпкалы. Вось, але там, ну, ён не быў такім шматлюдным, як вось гэты. Да. Хотелось бы обратиться к так называемым кандидатам, которые
призывают людей участвовать в этих выборах и всячески зазывают их на избирательные участки, тем самым пытаясь легализировать этот балаган. Они скрывают свои лица под масками демократов, под масками оппозиционеров. Но на самом деле мы знаем, зачем нужны эти кандидаты и для чего и кому они служат. Настало время что-то менять, людям надо объединяться, выходить и говорить то, чего они хотят. А желание у белорусов на данный момент, оно простое и очевидное. Все хотят перемен. Все хотят перемен. И для этого стоит объединиться, выйти и заявить об этом. И когда будет не 1000 человек, а когда будет 200, 30, 300 тысяч человек, уже никто не сможет нам помешать. Люди устали бояться. Мне кажется, что пришло время бояться кому-то другому. Я не одеваю маску, я не боюсь, хотя я понимаю, что за подобное высказывание у нас можно завтра получить огромный штраф или вообще лишиться свободы, как у нас это любят делать и делают. Я могу прямо вот в камеру сказать: Лукашенко, уходи, уходи, хватит. Нам нужна страна, где действуют законы, где действует Конституция, где честные, справедливые, независимые суды, где законоизбранный президент и парламент служат в первую очередь народу и для народа. А скажіть, ви сказали, що хочеться перемен. А для такого города, як Городня, якого кшталту перемены найбільш вострые и необходные на сегодня? Во-первых, огромное отсутствие работы. Половина Гродно уехала за границу. Молодежь уезжает, молодежь вынуждена уезжать в Польшу, в Литву, просто чтобы более-менее комфортно что-то зарабатывать, потому что никто не хочет работать за $100-200, а здесь такие вакансии, $100-200, а как прожить за такие деньги? Люди вынуждены уезжать, тем самым разрушаются молодые семьи, потому что мужья пропадают месяцами. Это минимальные перемены. Да вообще перемены. Все устали от диктатуры. Мы имеем на самом деле диктатуру. Ни в одной демократической стране нету такого, чтобы президент находился у власти 26 лет. Мне кажется, что диктатура — это уже пережиток чего-то прошлого. Это то, от чего мы должны были избавиться еще 10 лет назад. Дякую велике вам. Вось з шаговым чалавекам мы размаўлялі, які кажа пра праблемы з працай у горадзе. Вось падавалася б вялікі абласны цэнтр, але тут таксама зараз ёсць праблема не толькі нават з працай, як з нізкімі заробкамі у 100-200 таляраў, а паколькі тут вельмі блізка да мяжы, кіламетраў 20-30, што да Польшчы, што да Літвы, то многія сапраўды з'язджаюць туды працаваць, асабліва моладзь туды з'язджае, вось пра што нам ужо не адзін чалавек казаў. І тут, канешне, адчуваецца, што людзі больш глядзяць на заходніх суседзяў, паколькі яны блізкія да мяжы, шмат там бывае, вось параўноўваюць свой узровень жыцця з тамтэйшым, вось, і гэта абурае людзей. Добрый день. Можно вас пытать? Знаете, что пока я не даю интервью. А коли вы дасте? Если выключите камеру. Это живая трансляция «Рада Свобода». Сказали, что покуль нам интервью дать не могут. Добре, поспробуем поговорить с теми, кто не может. Так, вось там як ізноў збірае вакол сябе Сергей Тихановский. Людей прыкладна не становится ни больше, ни меньше. Это пару сотняў чалавек. Частка у чэргах, частка у размовах з Сергеем. Ён вось ізноў размаўляе з той пажылой жанчынай, якая распавядала пра першую сустрэчу Лукашэнкі ў горадзе ў 1994 годзе у якасці кандыдата ў прэзідэнты.
Так, нагадаю так само, што гэта ўжо 6-й дзень запар. Без перапынку Сергей Цыгановскі са сваім аўтакараванам раз'язджае па Беларусі. Вось пасля Менску ў нядзелю быў Слуцак, Баранавіч, Магілёў і Гомель. Базар Скородумов, добрый день. Добрый день. Добрый день. Радио Свобода, живая трансляция. Скажите, калі ласка, ці для горадні тыповыя вось падобныя зборы людей у 200-300 человек у центре города? Конечно, не типовый человек, и смелый, собрал людей, скрывал все недостатки. Но, по-моему, все мы идем в одном направлении. Туда, куда президент скажет, туда идем, на выборы. Что вы имеете на увазе? Ну, власти вот собирают подписи. Для чего? Для того, чтобы участвовать в выборах. А к президенту это только и надо. Больше ему ничего не надо. Забирать не для выборов. Человек має свою выказывает то, что он Я думает. тоже. Вот я считаю, собрать подписи, Ну, а это потом... если вы не до выборов собираетесь, значит, вы хотите ход конем сделать, соврать что-нибудь, и это, и сделать хоть конем. Ну, я бы, например, собрала подписи, забрала вокруг себе людей, а потом красиво. Сначала хотели на выборы, а потом говорит, а если он откажется, ну, станет баллотироваться президент, то мы, значит, откажемся. Ну и что? Ну и что откажетесь? Все равно выборы. Выборов нету. Выборов нету. Пока есть Лукашенко и Гармошкина, этих два человека, нету выборов. Вот именно, выборов Нету. Я не первый раз сидела в наблюдателях, правоборонцы за свободные выборы. Я видела, как они считают, как они фальсифицируют. Я все это видела на глазах. Можете повторить, кем вы были ранее? Я сидела наблюдателем правооборонцы за свободные выборы до весны. И я бачила, у 2010 году сидела, видела, теперь у депутаты выбирали, ну, ждут звонка. Я это все фальсификации бачила. И как было в 2010 году, как они выкинули все эти бюллетени на стол, и все только раскладывали. Председатель комиссии пришел, от одного взял стопку Лукашенко, положил другого, поглядел мало, я еще третью. Остальное делили поміж кандидатами. Ну и что? Пока я не буду двоих, пока он будет баллотироваться у депутатов, пока Гармошкина будет считать, у нас ничего не будет. Вот этих два убрать, и мне кажется, тогда трохи пойдет страна у нас в том самом напрамку, яким потрібно. А так у нас нічого не буде. Але ось збори підписів подобні, як сьогодні проходять, ці вони у такому разі ви лічите, ці потрібні? Ну, я лічу, що не потрібні. Те, що люди прийшли, що дали свої підписи, то я видать, що ці люди хочуть перемен, які проти цієї влади, яка тепер є, яка не за людей, яка супроть людей. Я считаю, что сбор подписей потребен. Это как бы доказать и показать и то, что есть люди, которые хотят жить, а не выживать. Потребный сбор подписей, потребный это. Только вы не ведаете, пока будет Лукашенко, ці варто йти на ті вибори. А що може змінити ситуацію, коли можна буде йти на вибори? Ну, змінить ситуацію, я не ведаю, як це сказати. Коли не буде, Лукашенко откажется. И Ярмошина не будешь считать. Ось тоді можна йти спокійно на вибори, мені так кажется. Я так розумію. А покуль эти двух, вони сидять, ось конець по счету, сидять у ОБСЄ, последние вибори, сидять у депутати, сидять. Ну, у меня на моем только виборчому 450 бюллетеней подделано было, брошено. То вони сидять
і ждуть, поки з райисполкому їм дзвонок буде. Дзвонок 79, і тоді вони тут же дають. І то губляють те ж саме бюллетні 50. Вот у меня 50 бюллетней сгубили они. Я говорю, где 50? Говорю, ну не так посчитали, обшиблись. І это какие-то им не треба те, що ми найлепі то, щоб люди не ходили на вибори з усім. Як будуть готові двоїх, нема чого йти на вибори. Ну так воно і є. Я бачила, нема чого ходити на вибори. Це лише так, як не прийде пустий участок. Ну рисуйте собі, ну і люди ж то не пішли. Але повинні бути все одно назиральники, як були на виборах. Совершенно верно. Работал членом комиссии, уже давал интервью по поводу женщины, да. Нечего участвовать в этом цирке. Люди, поверьте мне, я сам работал членом комиссии на выборах, да, в 2010 году. И могу точно вам сказать, что единственный способ, как мне кажется, это мое я предполагаю, что не ходить туда на цирк. Верно, женщина сказала, наблюдатели должны быть, чтобы поставить перед фактом. То есть приходишь, каждый из вас, вот вы и вы, да, каждый может стать наблюдателем. То есть собрать 10 подписей из граждан, проживающих на участке, и даже в день основного голосования прийти стать этим наблюдателем. Становитесь в 8 утра, и до 20:00 считается количество людей, бросивших бюллетни в урну. Смотрится в итоговом протоколе, сколько написали там председатель с секретарем, да. Как только цифра не сходится, просто-напросто звонится участковому, милиции, пускай привлекают по статье 192 этого кодекса уголовного. Это способствование либо фальсификация этих выборов. Иначе, это лучший вариант, не ходиться, поверьте мне, ни БРСМ, ни Беларусь, не этот цирк, да, которые приходят туда, просто-напросто станция просто стоит в стороне и будучи наблюдателями. Не ходите туда, это единственный способ не участвовать в этом цирке, это показать ваши отношения, то есть игнор, то есть, игнорировать эти выборы. Когда все мировое сообщество, когда все наблюдатели, да, будут видеть реальную картину на этих выборах, да, что никого нет, они спросят, Сусалида, а где? А где? Понимаете? А где? Это единственный способ просто-напросто не ходить на эти выборы. Ну, прийти посмотреть? Не ходите ради этих дешевых чебуреков, этой водки, этих спортивно-культурно-массовых мероприятий. Но это недостойно нас, поверьте мне, это зазывалово. Когда оно того не стоит, вы будете, поверьте мне, когда все увидят явную картину, что людей нету, да, что люди просто-напросто показывают свое истинное отношение к этим выборам, да, они не верят в в результаты подсчетов, результаты этих самых работы этой комиссии. Я уже Сергею давал интервью, рассказывал, как у нас считают выборы. 2 пьяных члена комиссии, бухие, сидят в этом самом пионерской комнате, их охраняет милиционер, оставив свои подписи, что якобы участвовали в работе комиссии и считали эти голоса. Как такое вот может быть? Это нормально или нет? У члена комиссии украсть голос. Это как вот вам? Нормально, нет? А в 8 утра выгнали с комиссии, в 3 часа за меня проголосовали. В моем подъезде 3 раза были вписаны семьи. То есть вот Иванов, Петров, Сидоров, Иванов, Петров, Сидоров, Иванов, Петров, Сидоров. Представляете? Только в моем подъезде одном. Прописаны люди, которых никто в глаза не видел. Это вот так вот они составляют эти списки. Понимаете? Вот, не надо ходить туда, на этот цирк. Это настоящий цирк, я вам честное слово скажу. Людей смеются. Это смеются, понимаете? Вы сами подыгрываете этой власти, просто-напросто. Покажите реальную картину, что вы сидите дома, да? И не идете на выборы. А пускай они уже устанавливают причину, почему вы так делаете. Вот и всего лишь. Умудрились, берут эти орды выездное, значит, и мы выехали там. Где? Слушайте, где? Пикеты за всенародно избранного, где? А? Вот где? Вот Тихановский, да? Взял вот эту вот свою мохнатую палку, да, посмотрите, как позгонял людей. Министр обороны и министр МВД, посмотрите, вот на народ, да, как Тихановский мохнатой своей палкой загоняет на эти выборы. Это не так, как сегодня брали подписи у нас на Азоте. Як на Азоте брали подписи? В телеграм-каналах есть фотографии бюллетней, вот этих вот, которые заполнялись. Стоит имя, фамилия, даже паспортных данных не указано, стоит подпись человека, да, даже без паспортных данных, вот. Понимаете? Вот это у нас такие вот выборы. Еще хочу сказать по поводу люди. Сегодня в средствах массовой информации, вот даже по СТВ, да,
показывали с официальной информацией Министерства финансов. Госдолг белорусы, да, они радуются, снизился до 16,6 миллиардов, да. Это внешний долг у нас. У нас еще есть внутренний долг и совокупный, да. Мы живем 20 лет, дайте кредит, чтобы погасить кредит, верно, нет? А сейчас задумайтесь, 40 миллиардов долларов, да, это результат работы нашей власти, нашего правительства. То есть более 1,5 миллиарда долларов, да, наша власть вешает на вас, всех. Посмотрите, 40 миллиардов делим на 10 миллионов нас, да. Вы уже должны 4 тысячи долларов. Вы не хотите включить мозги, а? Не хотите, сколько еще будет? Вот придите домой, возьмите внучку, вот вы, да, все, возьмите сына, посадите на колено и посмотрите дочери в глаза, да, что они, вот ваши дети, уже должны 4 тысячи. Зато и что на золотом унитазе летая. Да. А? Вот, а Виса и Коля, да, он об этом не думает. Машину купил за 1,5 миллиона. Мозги включил? Включите мозги, 40 миллиардов, у нас долг, а? Сам мозги включил? Я включил мозги. Ну скажи, что делать, говори, что ты это, сказки Сейчас, можно я скажу? Нет, я посоветовал человеку. Вы намекаете У нас на то, такая сказка есть Кощей Бессмертный. Есть такая. Есть сказка. Есть такой цик, это что у нас? Яйцо. А есть такое ярмошина, это иголка. Если ее сломать, Кощей Бессмертный, как таракан. Вот вы и убили этого Кощея Бессмертного, когда еще веру новую придумали. Кто эту новую веру придумал? А вот вы сейчас какая у вас вера? Иудохристианская. Беларусь. Да, Беларусь. Иудохристианская, не знаю. Это не такой веры. Все, я вас понял. Я вас понял вашу веру. Скажите, за 20 лет. Дякую велике. За 20 лет в нашей стране, да? Мы свою веру уже продали. Так что нужно проявить уважение, да, Дякую велике. Скажите, за 20 лет, да, в нашей стране. Ще. В нашей стране не появилось, Да. нет, не появилось количество умных людей. Так, ось основна частка людей, вона рухається за Сергієм Тихановським. Зараз спробуємо так само до його підійти. Так, тут традиційне фотографування почалося з Сергієм, як ми казали, що він справді виглядає на таких зустрічах, як суперзорка. Зараз ці можемо показати його, ці вам бачно. Тут просто черга вже вистроїлася, кап сфотографуватися з ним. Давайте. Да, смотри. Сюда. Я сегодня в роли оператора. Гэта, мне здаецца, можа працягвацца бясконца. Добрый дзень. Гэта Рада Свабода, у нас жывая трансляцыя. Скажыце, ваш касцюм да чагосьці прымеркаваны? Штосьці ён тлумачыць? Очки я могу иногда на русский, иногда на белорусскую, потому что перехожу там. Короче, очки вот эти, ну, это мне на день рождения подарили, так как это типа вот этот набор, чтобы защищаться, но в нем душно, поэтому вот так вот ношу. А флаг на день дня рождения купил. То бок гэта не адмыслова вы для гэтага пікету? Адмыслова для пікету я надел флаг. Скажите, колькі вам гадоў? 17. Я голосовать не могу, поэтому просто пришел поддержать. Ага, 17? 17. Ага. Так, мы просто, напевно, не можем брать у вас интервью по законодавству. Вось. Ну, добре. Да, вибачайте. Давай
Нет, когда-то были мысли, у меня не было стыдно за Беларусь. Что в последние годы такого не было. Ну, не совсем так. Такого не говорили. У меня это было... Так, зараз, коли випустять Сергія, поспробуємо задати йому ще пару питань. Так, колькі вже часу пройшло? Уже больше за годину. Больше за годину тягнецца вось гэты пікет. Спасибо. Плохо получилось? Да. Женщина... А можно вопрос задать? Была женщина слепая сейчас, она так высказалась, что тут просто невозможно. Жалко, что ваша камера где-то была в стороне в этот момент. Так, а коли зауважите... 50 лет, говорит, ничего нет, живу с сыном в однокомнатном общежитии, вдвоем сыну 27 лет. И сказала, что она думает про эту власть, там, ну, просто, ну, растрогала тоже, что-то сегодня охранные женщины пришли больше, мне как, говорит, нам бояться, нет, нам нечего терять. И вот это, в принципе, слышишь во всех городах Беларуси, больших, маленьких населенных пунктах. Ну, в Гродно как-то особенно больно людям, особенно. Где-то, вот, может быть, видите, где-то эта женщина слепая, она рядом, просто ее позвать. Ушла, это сын ее, наверное. Сын. Сергій, акурат хотіли спитати, ці ось ви вже це 6-й город, у який приїжджаєте, коли лишиться від неділі, від Менську. Ці гэты сустрэчы з людьми, які приходять на пікети, нечым адрозніваюцца ад горада ў горад, ці тут нешта іншае ў горадні? Ну, я уже говорил, что белорусы, как мне кажется, одинаково все относятся вот, к фальсификации выборов, неизменяемости власти, и всех вот этот протест объединяет. Он объединяет. Может быть, если бы Лукашенко не было, его надо было придумать, чтобы белорусы вот в какой-то момент объединились, да, и стали вот нацией, прям вот какого-то стержня чуть нам не хватало. Сейчас мы вот в этой борьбе, мне кажется, против диктатуры можем сплотиться так, что будем просто гордиться, что мы белорусы все. Вот ребята говорили когда-то, подходили сейчас, говорят, в каком-то блоге когда-то давно я где-то сказал, что мне было когда-то стыдно, что я белорус даже в какой-то момент. Ну, не то, что стыдно, неправильно сказал, не гордился этим, да. Вот. А сейчас я горжусь тем, что белорус, что я вижу у нас в разных городах, как смотрю на этих людей. Когда начинал свою деятельность, я говорил, вот этот блог, да, говорил о проблемах, ни одного человека рядом не было, который вот так же думает. Даже мои друзья, они говорят, ерунда, не занимайся, это невозможно победить, невозможно сковырнуть это, ты только будут проблемы, будешь сидеть в тюрьме, закроют бизнес. Вот. Но сейчас, когда я приезжаю вот в города, в Гродно в том числе, я сейчас вижу столько людей, посмотрите, которые разделяют мое мнение и вот настроены на перемены и готовы бороться за свой голос, за честные выборы, они хотят перемен. Скажите, вот зараз у вас каждый день переезды, чем ввогуле вы живете? На что есть час? Мы поспали, проснулись, собрались, зарядили аккумуляторы, забрали машины. Вот сегодня мы ехали, еще успели заехать в Жлобин, встретились с инициативной группой. Там у нас у людей не было удостоверения, никто не знал телефонов. 15 минут буквально организовались, дальше в Бобруйск. Там полчаса познакомили их друг с другом, дали инструкции. Там еще не собирали подписи, значит, наши члены инициативной группы. И вот заехали в Минск, там то же самое. Встретились с ребятами, подписчики подъехали, нас заправили вот, на заправку. И вот приехали в Гродно, успели только вот здесь пообедать, это уже 4:30 было, у нас обед был. Перекусили, и вот мы здесь на стриме, в 10 мы здесь закончим, поедем ночевать. Слава богу, в разных городах тоже помогают люди и предлагают ночлег. Это агроусадьбы разные, потому что у нас команда уже 9 человек стала. Вот. Еще подписчики иногда сами ездят на машинах за нами, за нашим автокараваном с тапками наверху. Может быть, будете снимать, это здесь рядом запарковали водители машины. Автобусы, микроавтобусы, и там наверху большие тапки. Может быть, вы уже снимали, не знаю. Вот. И, собственно говоря, вот так каждый день, каждый город, люди, ну, честно, не скажу, что Гродно отличаются вот от Гомеля.
Гомельская область побольше, там я там прожил большую часть своей жизни, меня там просто больше знают, и, ну, наверное, было немножко больше людей, ну, не скажу, что в Гродно мало, не скажу, тоже очень много людей, но это уже для меня предсказуемо, потому что в Минске, что в областных, что в районных центрах все люди выходят, они хотят одного и того же, чтобы диктатура в нашей стране закончилась, мы могли сами выбирать себе власть и жить в стране для жизни, не вот в этой лжи, которую у нас показывают по телевизору. Яшчэ 3 тыдні збору подпісаў і можете паўтарыць, ці у вас запланаваны нейкі перапынак, ці вы ўжо не стаміліся? Не, никаких перерывов. Мы и до этого, когда ездили на автодоме 2 месяца каждый день, мы не останавливались. Ну, может, где-то там была какая-то вынужденная остановка. Вот я когда ногу подвернул пару дней. Все, а так мы не останавливались до этого. То есть, ну, я вообще в таком режиме, можно сказать, все время жил. То есть, ну, были иногда выходные какие-то, но когда ты в нашей стране, если ты занимаешься предпринимательской деятельностью, у тебя выходных нету. Это любой вам скажет. Потому что ни на море, никуда ты с телефоном, с компьютером все равно будешь сидеть. Вот, поэтому будешь в движении. А не было перашкодаў по дорозе, не было перашкодаў, там казали 8 милиции. Нас напугали, что в Гродно тут в броне уже милиционеры там были, в касках, там потом подходят постоянно подписчики, говорят, вот тут милиционеры стоят, вот там, вот дрон летал, да, еще что-то. Ну, это во всех городах где-то есть милиция. Ну, здесь, наверное, что-то произошло сегодня в Гродно, почему была вот такая повышенная у них активность. Но это точно, наверное, не из-за нас, хотя они кругом всегда находятся, наблюдают. Ну, в принципе, это их работа, они нас должны защищать и пресекать провокации. Вот вчера в Гомеле много было провокаций, пьяных людей, которые там что-то... Я, правда, их не видел сам, но они были. Там ребята наши вызывали даже милицию, по-моему. Значит, вчера начальник, по-моему, руководитель избирательной комиссии Гомельской, он председатель профсоюзов там. И вот пикет проходил возле этого здания, и он уже после 5:30 там отправил косцов с газонокосилками такими бензиновыми, да, и они так шумели просто возле, прямо вот к нашему пикету. Подошли и косили. И говорят, мы на работе, а вам кто-то платит. Кто им там что вливает в уши, у нас здесь никто не платит ни за подписи, ни тем людям, которые их собирают, а их вот кто-то надоумил, так и вот государственная такая пропаганда льется, что с экранов телевизора говорят, там и блогеры все это какие-то проплаченные, и политики. И у нас таки было всегда в Беларуси, что вот эта ложь льется, и люди, а у них нет альтернативы, они смотрят телевизор, и, ну, когда 10 раз говорит, что человек свинья, да, то можно подумать, а может он действительно свинья. И вот так и происходило. Они смешались с дерьмом этих людей, которые что-то для страны делали, хотели перемен. Скажите, вы за тыдзень... Можно мы скажем, с журналистами общаемся. За тыдзень пасля таго, як вы пачалі вось гэтыя пікеты сустрэчамі, ці ну і пабачылі вось гэтую падтрымку у рэгіёнах, у Менску, ці змянілася ваша бачанне вось у гэтай палітычнай кампаніі? То бок на пачатку вы не планавалі, там не ведаю, рэгістравацца, а потым вырашылі, што ну шмат людзей і можа быць нешта па-іншаму ўжо зараз бачыць, і чым тыдзень таму нават. Члены нашей команды и некоторые белорусские политики, они сейчас, когда увидели, что есть реальная возможность собрать подписи, они говорят, никогда за последние кампании не было случаев, что был вообще шанс собрать эти подписи. Сейчас они видят, что у нас такой шанс есть. Они говорят, возможно, нужно собрать подписи и участвовать вот в следующем этапе, когда можно будет проводить митинги и уже агитацию. Сейчас агитацию проводить нельзя, а в следующем этапе там использовать этот месяц для агитации, выводить людей на площадь. Это их советы. Мы будем принимать решения вот непосредственно, когда соберем подписи, если соберем. Хотя я уже вижу, что у нас, ну, мы можем 100-150 собрать спокойно. Я только не понимаю, как у других кандидатов 50, 100, 200 тысяч подписей, вот они рассказывают, за несколько дней, если на их пикетах никого нету вообще, а у нас мы просто не справляемся. Эти вот люди во сколько начинают, мы знаем это, что, мы знаем, что заставляет их подписывать, но я не могу понять, как можно так лгать нагло вот белорусам, говорить, что... Мне, кстати, сбросили, по-моему, фотографию пикета в Бресте за Лукашенко, уже один появился, да, видели, наверное, да, в интернете, сидит бабушка и пусто там, да, ничего, за свободную, там, процветающую Беларусь. Вот, там, и улыбается этот человек с портретом. А ці нехта за гэты час, за гэты тыдзень, зноў жа назіраючы за вашай кампаніяй, прапановваў вам аб'яднацца ці далучыцца да якогасьці іншага кандидата? Нет, пока никто с кандидатов не обращался с такими вопросами, ну, и у нас такого желания тоже нет. У нас есть поддержка белорусов, зачем нам нужны какие-то кандидаты. Мы хотим перемен, хотим, чтобы этот человек ушел,
и белорусы могли сами выбрать себе и депутатов, и президента, и все остальное. Мы хотим жить в стране для жизни, все просто. У нас простой месседж. Страна для жизни, а не лошадь. Все. Дякую, Сергій. Скажіть, будь ласка, для Білсата ще питання. Вас порівновують часом з білоруським Навальним. От як ви до такого порівняння ставитеся і чи відчуваєте себе в такій ролі? Я не знаю, белорусский Навальный может быть, не может. Я уже на этот вопрос, в принципе, отвечал. В Беларуси Навального нет, в Беларуси есть Тихановский, да, иногда с Зеленским сравнивают, иногда там с Дудем, там, потому что мы снимали интервью очень много раньше. И, собственно, с этого все началось. Ну, просто я белорусский Тихановский. Я не Навальный, не Зеленский, там, не кто-то еще. Не боитесь, что перед 9 числом, перед выборами вас все ж таки закрыют, потому что на вас висят еще пару протоколов? И есть некий план на это? Не боюсь. И я думаю, с такой поддержкой людей, то есть это будет уже еще одна большая ошибка властей. Мне так кажется. Не думаю, что они меня закроют. Беларусь. Спасибо. Не хочется так змрочно вангаваць, але калі будзе нейкі неспрыяльны варыянт для вас, для вашай сям'і, нейкія пагрозы, ці разглядаеце вы магчымасці міграцыі, ці это для вас не разглядаецца? Не рассматриваем такую возможность. То есть, что бы ни было, вы застанетесь в Беларуси с белорусами? Я думаю, что да. Если, я уже вижу поддержку. Раньше я много говорил, что вот у меня есть определенный дедлайн, конец осени. Если белорусам это не надо, я лично как гражданин сделал все сделал. Но я вижу, что белорусам это надо. И они в этом году не отпустят это, не пропустят опять эту ложь. Поэтому мне ехать некуда, и я не собираюсь ехать. Нам что, всем уехать, чтобы он здесь один остался? Светлана Славовна, президентом, какое первое решение бы она... Сейчас нельзя о программе говорить. И я думаю, что... А если пофантазировать? Ну, мы с ней о чем говорили, то, чего хотят все белорусы, это нормальный парламент, честный, не вот эти ребята назначенные. Это, наверное, будет первое решение. Наверное, я не могу за нее говорить, но мы об этом говорили так по секрету. Мы хотим сделать пресс-конференцию, обязательно Тутбай пригласим. И обязательно пригласим все наши СМИ независимые, которые вот показывают то, что происходит в Беларуси, показывают эти пикеты. Я до сих пор не верю, что государственные СМИ просто не показывают. Вот просто не могу. Вы бачили? Как это так? На площадях, в городах собирается столько людей, и они не показывают вообще. Не было ничего. Ни в Минске, я не могу это понять. И поверить не могу в это, вот честно. Просто не укладывается в голове. 100 миллионов, по-моему, финансирования госсми в год. Мы имеем в Конституции статью, что мы имеем право получать достоверную информацию, распространять ее, и они все равно не показывают. И их никто не привлекает. И никто не... Почему вы им, кстати, белорусы, не напишете, где информация о пикетах? Почему вы не говорите о других кандидатах? Только один кандидат, и он занимает весь эфир за наши деньги. Почему никто не возмущается? Я понимаю, что уже все привыкли к тому, что там только он, это его телевизор, он там живет. Но мне кажется, надо об этом говорить и показывать, что, что это такое. И, может быть, обращаться в суд даже. В суд надо на них обращаться. А что это такое, правильно? Нет, неправильно. Неправильно? Нет. А скажите, а почему ваша жена скрывает лицо? Вот она как бы кандидат в президенты. Кого она боится? А где другие кандидаты? Не видите? Я довольна. Вы что же скрываете У нас сейчас? нормальная, спокойная, мирная страна. Один человек, да? Вот я пришла специально на это чудо, которое ездит по Беларуси с тапками, посмотреть. Все, я понял, продолжайте. Сергей, не убегайте, я еще хочу с вами поговорить. Вот видите, не хочет говорить. Что вы сюда пришли? Расскажите. Я что пришла? Посмотреть на чудо с тапком, который бегает по Беларуси. А вы сами кого подтримливаете? Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что конечно, у каждого есть право на выбор. Но я не понимаю таких кандидатов, которые жена лицо скрывает везде в маске и вообще не... А вы не слышите, как Ермошина сказала, а? Ермошина что сказала? Все в масках и кричат. Смотрите, она как Кеннеди, скоро выйдет, красиво ее готовят. И, скорее всего, она... Я надеюсь, что это будет взрыв. Так она даже не собирается стать президентом. Но вы не видите кандидата, почему? У нас прекрасная Беларусь, вот походите по Гродно. Что прекрасного? У вас такая зарплата, у вас
У меня нормальная зарплата. Да, имеют работу, имеют все, да. Не уехали за границу. У меня двое с высшим образованием вынуждены были уехать, потому что здесь ниже плинтуса жизнь. Она еще выступает. Да тебе вообще не знаю. Сама... Идите отсюда и не тусуйте. Раз вас все устраивает, какого хрена ты Так что тебе? Чтоб было по 30 лет один человек у власти. Так что он может дать тебе? Он уже и жить. Нет, какая баба? О внуках. Не думают о внуках, о детях. Ведь у нас дети, которые должны жить достойно. Мы старые, да бог с ним. Мы-то живем. А детям должно быть будущее, действительно какое-то будущее. Все. Я в 90-х была довольна, потому что, думаю, пришли наши люди, стали садики на белорусском языке. Моя дочь сдавала в университете госэкзамены на белорусском языке. А тут пришел этот, и все. И стала Россия настоящая. Я хочу, чтобы здесь была Белоруссия, но не Россия. Россия пусть себе будет. А мы белорусы, мы действительно белорусы. И мы должны жить в Беларуси нормально. И наши президенты должны быть 2 срока, не больше. Я не против, пусть он, но не 30 лет. Все. Ура! Вот она говорит, что Ваша встреча вельми эмоційна. на машине невозможно по городу проехать, пробки забиты. Хіба що довго мовчали. И новыми машинами, и старьем, которое было. Вот как, вот, тоже это ездит, интересно. Я ще раз пройдемся. Могу вам сказать одно, что молодежь уезжает за я против. Мой брат приехал из Ирана, потому что не зарабатывает денег. Я зарабатываю где-то на блоге, стараюсь, понимаете? Вы рассуждаете, я говорю, со стороны молодежи. В 94 году моя мама, бабушка голосовали, бабушка за Поздняка, мама за Кебича, понимаете? Я не голосовал ни за кого, я не выбирал эту власть. Сейчас время пришло такое, что молодежь должна выбирать для себя будущее. Поймите нас, пожалуйста. Вам уже жить осталось не так много, а жить нам дальше, молодым. Я ничего не говорю на Лукашенко, понимаете? Ну, извините, 26 лет и жить для того, чтобы потерять 1 миллион белорусов, я считаю, это... Надо всегда сравнивать, понимаешь? Не только желание, надо сравнивать. Вот я хочу, чтобы было вот так, вот здесь вот хорошо, а вот здесь плохо. Я живу в своем городе и хочу вот жить в своем городе. Просто я хочу хорошо, мы все хотим хорошо. Мы все хотим хорошо, но для этого надо, чтобы, например, чиновнику я пишу в Инстаграм, группа у нас есть Инстаграма, горосполкома, облсполкома, они не реагируют, но отрапортовал мэр перед Лукашенко, что мы ближе к народу. Они должны на каждое слово, на каждую историю отреагировать. Понимаете, в чем проблема? Нет связи чиновника с простым человеком. Из-за этого такая проблема. Понимаете, в чем ситуация? Мы все мы люди, мы срем, как я говорю, одинаково. Вы понимаете? все говорите, Вот. да. И для этого должна быть... Но вы не учитываете одно. Что? Ни в одной еще стране, в России пытаются на России. А зачем мы смотрим на какую-то страну? Я говорю, не, надо сравнение. Не, вы можете говорить... Я же можно сравнение. Без сравнения это бесполезный разговор. Сравнение. Каждую субботу горячие линии, приемы чиновников всех уровней, от района до республики, да? И решают вопросы. Многие решают, многие не решают, но многие решаются. И надо использовать этот канал общения с чиновниками, так? Надо поднять людям веру в чиновников, депутатов, поднять веру. Люди этому уже не верят. А вы знаете не обратили почему? внимание, как он этих чиновников дерет и... Это все для показухи. Выключается камера, все по-другому. А потом по голове гладит, выключается камера. Да нет, это нам
так кажется. Нет, знаете что? Я снимаю шляпу перед теми, кто делает хайп Лукашенко, потому что там такие менеджеры по пиару, это Я просто не супер. Лукашенко, я просто говорю, что надо выбрать такого, чтобы сравнение было, который действительно будем жить Вот хорошо. смотрите, минутку, дайте мне скажу. 94 год, Лукашенко пришел, как это сказать, к власти простым колхозниками, как это сказать... Он не был депутатом. Не депутат, он депутат, сначала он был председателем колхоза. Почему вы не даете шанс, чтобы молодой человек какой-то пришел? Я не говорю. Возможно, это не Тихановская. Возможно, это какой-то... Но надо давать шанс каждому, понимаете? Лукашенко пришел зеленый, ну вы же в него поверили, если вы за него голосовали. Но он же тоже начинал как это... Я тогда не жил здесь. Ну так тем более. Но надо давать шанс каждому. Каждый, даже зеленый, может вырасти в нормального президента. Ну это все люди. А президент это, наверное, актерская роль больше какая-то, мне кажется, для меня. Сначала президент и будущий президент должны быть сначала быть министром, директором завода, замом, а потом президент. Когда наберется опыта, понимаешь, а прийти, как вот этот Зеленский пришел и все еще. Давайте мы не в Украине. Не, ну Украину не будем трогать. Мы же, к примеру, с кем-то надо брать. Вот я не беру, больше не будем брать. Так, тут зустріча з керівником штабу Світлани Зеленковської, Світлани Тихановської, вибачайте, нагадує такий народний сход, городський сход, де люди вельми горячо спрачаються поміж собою. Ось ми вже бачили некалькі людей, прихильників Олександра Лукашенка, і як на їх просто з питаннями накидаються інші. Так, вельми кожна розмова Сергія Тихановського розпалює людей на ось такі спречки. Ось. Тим часом черги ось такі невеликі. Ось формуються до столов по збору підписів. Так, можна сказати, що прикладно ось уже каля уже полторы гадзіны цягнецца гэты стрым, і людзей больш-менш аднолькавая колькасць, некалькі сотень, это можна так ацаніць 300, не ведаю, максімум 400 чалавек, але трывала вось гэта колькасць. Вось людзі не сыходзяць, і бачыце, да, вось гэтыя з тапкамі пункты подпісаў. Что за канал? Рада Свобода. Хотите задать вопросы? Что? Вопросы какие? Не, мы снимаем, это живая трансляция. Бродівський район? Уголок народного творчества. Скажите, гэта тапки, гэта гарадзенскія? Да, гэта гарадзенскія. Гэта гарадзенскія все тапки, так? Так. Люди принесли с хаты. Они привезли с собой, здесь люди приходят, бросают и хотят перемен. Скажите, колькі уже собрали подписов за Светлану Тихановскую? Ну, точной информации мы не имеем, то есть нету такого... Вот он. Потому что она не стекается, чтобы так... может... у вас миновито, у вас. На данный момент? Так. Ну, я думаю, что 200, что-то в этом районе. Але, вы пришли ось об якому дні збирати? Где-то с часов 3 дня. І таких пунктів ще 2. Да. І ось ще додаткові столи з'явилися, так? А ввогуле наскільки активно Я со Щущина приехал. Со Щущина. Наскільки активно, ось у порівнянні з іншими кандидатами, ви бачите, наприклад? Я не владею такой информацией, то есть я вам не отвечу. Тут сугубо, как вы сказали, за одного сюда забираем, и заодно знаем приблизительно что и как. А так. Добре, дякую. Дякую вам. Сказать, народ хочет перемен. Отчуваете это? Ну, конечно. Я ни одного слова не слышал от человека, который сказал бы, что его устраивает
нынешняя ситуация. Все, что могу сказать. Извините, пожалуйста, вот вы снимаете там. Не трогай. Вот у меня паспорт, я приехал со Щучина. Я приехал сюда именно голосовать. Вот все документы, пожалуйста. Не дай бог. Вот, Вось бачыце, да, тут ужо не ўлазяць гэтыя тапкі, іх збіраюць у нейкае адмысловае вядро. Вось, бачылі мы ў іншых гарадах таксама людзі прыходзяць і з самаробнымі такімі тапкамі. Вось тут каля кожнага пункту збору подпісаў бачым розныя. И, кстати, ребята, никто деньги не платил. Мне даже ни копейки не заплатили. Вот, это не подстава, ничего. Потому что я сегодня выпущу, но выпущу. Вот. А если по-честному, пускай он сдохнет. Добрый день. Кто у тебя есть контакты? Ладно. Они тебя могут добавить. А нет, мы с тобой в Одноклассниках есть. И ВКонтакте. Нет, ты в Одноклассниках Я тебе Мне обозначься, я тебя добавлю. Хорошо. Но там ничего не приходит. Там только вчера первый раз. Добрый день. Радио Свобода, живая трансляция. Скажите, вы пришли с детьми нават подписаться за Тихановскую? Да. Мы хотим, тоже, чтобы были альтернатива выборам, понимаете. А что как будет, посмотрим. Кажется, что в этом августе что-то должно произойти. Откуда у вас такое адчуванне, што менавіта сёлета нешта можа змяніцца? Потому что, хотя бы по народу, по той активности, что это, уже какой-то предел, наверное, наступает. Не знаю, наступит он или нет, такое, понимаете. Притом и даже по действующим по всему, округа, не так спокойно, как это кажется. Почему-то такое ощущение остается. А чым гэта звязана? Чаму предел, чаму і неспакою, сувязі з чым вы гэта бачыце? Низкий уровень жизни. Сапраўды низкий зараз у городе? Да, я считаю, что это низкий, потому что мы как-то не продвинулись за столько лет, не продвинулись, а глядя по соседям, наверное, там и остались позади. Ощущение остается такое. Может, оно ощущение, но ощущение такое, что мы как-то отстаем от всего. Вось з усіх дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў кажуць пра тое, што ў Лукашэнкі вялікая ўжо падтрымка. Ці вось вы па сваім коле знаёмых? Не слышал. Больше слышал. Может, где-то там удается собрать, но в самом случае все это можно показать по государственному телевидению. Такие же толпы пусть будут, да. Я думаю, что там на вчерашний день сколько там, 30 тысяч, да, было собрано подписей за Тихановскую. И везде стоят толпы. Там нету 200 тысяч. Как это получается? Мы люди взрослые, мы догадываемся, как это может быть. И соответствует реально. Я вообще считаю, что когда правила игры ты сам придумываешь, ты можешь их и сам делать, какими хочешь. Дякую. Так, да, тут чэргі невялікія, але трывалыя. Да некалькіх, колькі тут, напэўна, 3-5, да 5 столікаў збіраюць подпісы за Святлану Тихановскую. Сёння тут у горадні. Нагадаю, гэта ўжо 6-й горад, у які прыехаў кіраўнік штабу Святланы Тихановскай Сергей Тихановскі, папулярны блогер. Ён сам спрабаваў зарэгістравацца ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Але праз тое, што
ён у гэты час знаходзіўся ў СІЗА за адміністрацыйнае парушэнне, якое на яго склалі. Ён не змог гэта зрабіць, і ў выніку вось ягоная жонка, бачыце, дарэчы, вось там картонная выява ў поўны рост Святланы Ціхановскай. Вось ягоная жонка зарэгістравала ініцыятыўную групу, і яны збіраюць подпісы, ездзяць аўтакараванам па гарадах Беларусі, кожны дзень па некалькі гарадоў. Вось. І шмат дзе, да, яны сапраўды збіраюць такія на сотні, калі не тысячы людзей, такія чэргі і натоўпы сваіх прыхільнікаў. Добрый дзень. Гэта Рада Свабода, жывая трансляцыя. Скажите, ведали загодя, что сегодня будут збирать подписи за Святлану Тихановскую? Конечно. Сочим, глядим YouTube-канал «Страна для життя». Ведали однозначно. За інших кандидатів ви так само збираєтеся підписуватися? За яких? Ну, наперш за Світлану поспробуємо, а там поглядим. Чому? Чому за її, не за інших? Є ось Городенський один кандидат навіть. Ну, тому, бо її, будемо говорити, мужчина вельми симпатизує, будемо казати так, мені, займає активну позицію. Поки таким складом. Будем сочить. А що буде відбуватися далі? Чому, ну, ось, були вибори 15-го года, ну, на яких доволі спокійно прийшли. Ось, як у вас адчування по гэтым годзе? Ці нешта будзе інше у гэтай прэзідэнцкай кампаніі? Будзе нешта іншае, я думаю. Вчора сачыў за трансляцыяй аднаго з каналаў. Вельмі часта задавалі пытанне, ці созрел уже народ. Могу параўнаць, можа быць, с вишней. Не, лепей параўнаць с яблыком. Вось у начале траўня, будем казаць, зацвели цветочки, кветки. Вось они зацвели, уже цвели. Теперь уже зависть. Ну, а уже, будем казаць, к 9 жніўня будзе ўсё добра і паспеюць, якія там першыя яблыкі. Белы наліў ці каштэля, не знаю. Будуць плады, будуць. У якім выглядзе гэта літаральна вы бачыце, што можа здарыцца? А як кажа Сергей, так і здарыцца. Як кажа Сергей, так і здарыцца. Ви думаєте, ну, наприклад, у Городні протест сапраўды саспявае? Основный протест – это Минск, столица. Ну, тут тоже может что-то быть. Чему не? Скажите, вось столькі людзей, наколькі гэта ввогуле характэрна для Городні, каб збіраліся з палітычным пасылам, палітычна актыўныя людзі? Ведаеце, як сёння? Цяжка сказаць, бо раней я не сачыў і не прымаў удзел у такіх, ось, будзем казаць, мерапрыемствах. Калі параўноўваць з Днём волі, які прайшоў амаль год таму, то людзей, ну, паменш будзе, но але мне спадабае, што зараз канец рабочага дня і пацягнуцца людзі будуць. Добре, дякую, вельмі вам. Так, ось, да, нам кажуць людзі, што яны пагаджаюцца з думкай Сергея Тихановскага, што саспявае
пратэст, вось ягоныя словы праводзяць пра тое, што незадаволеныя сваім жыццём людзі могуць выліцца ў пратэсты ў краіне. Вось, і, напрыклад, чалавек, з якім мы апошнім размаўлялі, сказаў, што ўвогуле не сачыў і не ўдзельнічаў у палітычным жыцці, а тут першы раз прыйшоў на збор подпісаў, і тут гэта сапраўды падобна да такой палітычнай акцыі. Когда есть провокация, когда есть движуха, когда люди включают кричать, начинают что-то Добрый день. Добрый день, ці можна вас на хвілінку? Рада Свабода, гэта жывая трансляцыя. Вось вы прадстаўлялі Сергея Ціхановскага на пачатку, таму што вы адзін з тых, хто у ініцыятыўнай групе ягонай? Ну, я старый знакомый, так сказать, но немножко поясню, я не вхожу в инициативную группу. Нас выключили в самый ответственный период времени. Но я сторонник Сергея, я единомышленник, я настолько, на 99% наши взгляды совпадают с ним, поэтому я его сторонник и ближайший соратник и друг. Але ви адсюль родом з горадні, так? І тут живете. Вось Сергей сам расказваў сёння, паўтарыў, што толькі 5 чалавек з усёй Горадзенскай вобласці зарэгістравалі ў ініцыятыўнай групе. Вы гэта неяк можаце патлумачыць, чаму вось з іншых абласцей больш всего пісалася людей? Я вам скажу, я был на заседании комиссии Центра избиркома, и мою инициативную группу не зарегистрировали. Я выступал, я говорил, и вы можете представить себе, председатель Центра избиркома говорит, что я малоизвестная личность в городе. Я говорю, тогда кто же в городе Гродно более известный человек, чем я? Меня по 6-8 раз ежегодно привлекают к административной ответственности за политические действия. В том числе позавчера я вернулся из суда, мне присудили 40 базовых, 1080 рублей за участие в пикете Тихановского. Скажите, будь ласка, вось у чым вы бачыце папулярнасць і поспех Сергея Ціхановскага у параўнанні з такими классичными политическими партиями? Спасибо огромное за вопрос. Во-первых, этот человек, Тихановский, с ясными, четкими позициями. Он формулирует свои взгляды, мысли четко, ясно и понятно, без разных толкований. Народу это очень нравится, молодежи, среднему возрасту. Он очень активный человек в интернете. Он излагает настолько доступным языком, что не понравиться он не может. Это вот моя старшая дочь со мной рядом. Ее звать Снежана. Я очень благодарен ей за то, что она всегда поддерживает папу, который активно участвует в этом. Когда некоторые говорят, что боятся, посмотрите на эту красавицу, почему она не боится, моя дочь и папа. Наверное, гены, наверное, поэтому это просто отговорки. Скажите, вось глядзелі вы стрымы з іншых гарадоў, сустрэчаў Сергея Ціхановскага на гэтым тыдні?
сожалению, я был на даче, не буду обманывать, я не смотрел. Смотрели. Просто, вы бачили, так? Просто, такое ўражанне было, што вось там у Магілёве, у Гомлі больш людзей у гэтых абласных цэнтрах збіралася у цэнтры горада. Да, там, наверное, 1500-2000 собиралось. Як вы думаеце, чым гэта можна патлумачыць, што ў горадні не так шмат людзей прыйшло? Ці для горадні гэта таксама многа, што мы сёння бачым? Это для Гродно это прорыв. У нас очень апатичные люди, но это прорыв. На нейкія іншыя палітычныя акцыі можаце прыгадаць, якія б збіралі вось столькі людзей? То бок пару сотен дакладна можна казаць, што тут зараз сабралася. Никогда не собиралось столько людей, никогда. Думаю, со Второй мировой, наверное, не собирались. Вот так? Думаю, что да. Просто я думаю, что людям уже... что терять, кроме собственных оков? Люди выходят разного возраста. А наколькі вось складаная ў горадзе сітуацыя з працай, пра што кажуць людзі ў іншых гарадах? Ці для горадні гэта таксама актуальна? Конечно, актуально. Конечно, право на труд закреплено Конституцией, оно не соблюдается. Что вы маете на увазе? Потому что люди не могут устроиться на работу. Я не знаю, какая на самом деле ситуация, но многие люди без работы, да. Я лишь дополню. Вы можете представить себе пособие по безработице в Республике Беларусь от 10 до 15 долларов в месяц. Я как-то младшей дочери позвонил и сказал, что такое пособие. Они посчитали, она в Норвегии живет, на 2 буханки хлеба по норвежским ценам. И то это не говорит о том, что вы пособие это по безработице получите целый год. Понимаете? Это такая ситуация аховая. Вы только вдумайтесь. 10 долларов, я повторяю, пособие по безработице в месяц. Это говорит о том, что страна доведена до ручки, до крайности. Вот видите, подсказка, до крайности. А у него, у Лукашенко, 18 резиденций. 18 самолеты, вертолеты, майбахи. Отгородился от народа. Только в личной охране, я не хочу вас обидеть, по некоторым данным, 3000 человек. 142 тысячи милиции и 50 тысяч армии. Так кого мы боимся? Внешнего врага или внутреннего? Быстрее мы... Вот так мы живем. И что он хорошего сделал? Ничего пока. Пока для народа ничего. Будет бабарека. Вот. Вы извините. 60 лет. Тихо. Скажите, вы думаете, что может сапраўды сёлета нешта на президентских выборах измениться кардинально? 14 лет. Вы знаете что? 63 года. Только массовые протестные акции могут заставить этого человека не участвовать в выборах. Я обычно говорю так, если бы его конкурент был Иисус Христос или Отец Бог, то все равно победил бы Лукашенко. Потому что выборов нет и быть не может. Если только он свою кандидатуру не снимет, можно не говорить о выборах. Понимаете? Только протестные, долгосрочные акции могут заставить этого узурпатора власти отказаться от выборов, от участия в выборах. Он настолько лишил нас возможности выбирать. Независимого суда нету, прокуратуры нету. Человек правды нигде не может найти, добиться. Языка нет. Не работает, ни мовы своей. Для него нету ничего святого.
А за кого он голосовал? Ничего святого. И мы ему не нужны. Ему нужна только власть и деньги, которые он и его семья в Саудовскую Аравию, в Эмираты и так далее давно-давно уже завезли. Есть одну Тихановскую. А мы с вами будем жить, как он сказал, бедно и недолго, к большому сожалению. Дякую вам. Да. Дякую. Я переживу, клянусь. Конечно. Так, люди не разыходзяцца ўжо дзве гадзіны як працягваецца вось гэтая сустрэча, пікет з кіраўніком штаба Святланы Тихановскай, Сергеем Тихановскім. Вось. І да, тут толькі такія вельмі вострыя спрэчкі на кожным кроку. І за ўвесь час мы пакуль сустрэлі толькі некалькіх прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. А я, блядь, слишком прихожу. Вольный мел. Я на водке экономлю. Я ее не пью. А это велосипед. Радио Свобода. Так, добрый день, Радио Свобода. Добрый день. Не, пробачьте, я не готовы. Не, а що хотите запитати? Ми хочемо запитати, чим люди, що приводять людей... Ну, здесь каша. Тут что вы маете на увазі? Скончилась каша и так далее. Тут каждый кричит один за кашу, каша скончилась. И не... Может, 5% кто ведает, на что он пришел тут сюда. Ну как, люди собрались с чего? Какая каша? 95% бабка кричит, Бандера привязывал детей. Кандидатов в президенты? Но. А вы говорите каша. Ну как это каша? Ну за кашу пришли. Стоп, за кашу. Не, ну вы что-то говорите неправильно. Нет, слушайте. Люди пришли сюда, чтобы поддержать что вы выбираете? кандидата. Что вы, резко, говорите, только быстро. Что вы выбираете, свободу или хлеб? Я не собираюсь отвечать, потому что вы провокационные какие-то вопросы говорите. Нет, что вы выбираете, свободу или хлеб, скажите. Что выберете? Тупик. Я то и то выберу. Вот, то и то. Без свободы, без хлеба свободы нет. Что вы? Кого? А вы какие-то нелогичные вопросы задаете. Вот этот вот вопрос, на который вы ответить не можете. А Радио Свобода ответит. Мы не отказываем на питание, мы их задаем. Ну ясно. Задавайте. Да, скажите, вы так само пришли подписаться сюда за кандидатку у президента? За Тихановскую. Потому что не вижу другого выхода. Все уже просто надоело. С 90-х годов нам все обещают. Картинки те же самые пускают, которые в начале 90-го они проходили. Что можно поругать народ, выйти там где-то про корову какую-то. Понимаете? Это все проходило. А сейчас уже люди этого наелись. Надо какие-то перемены делать. Надо реформы делать, чтобы молодежь оставалась здесь, не уезжала на заработки. В 96-м выходили. Выходили? Да, выходили. Я не хочу говорить. Я выходил? Но, потому что у нас так. У нас если что-то сказал, на завтра тебя могут руки заломать или штрафы завалить штрафами. Понимаете? То есть не дать тебе жить нормально. А зараз не боитесь выходить, бо... Ну, а что? А сейчас уже нечего бояться, потому что работы нормальной у нас не найдешь. Только уехать, если за границей где-то что-то подработать, чтобы немножко прожить. Поэтому и семьи распадаются, и молодые люди уезжают, семьи распадаются. О, девчонка, правильно? О, на. Вот, раз. Также и тунеядцами нас сделали. А тунеядцы, почему? Люди не хотят идти работать за $100, понимаете? А они тунеядцы. И еще с них денег и содрать можно. Ну где это было такое? Если за границей человек не работает, если ему нет работы, не могут предоставить нормально, за нормальные деньги, ему платят деньги еще. А у нас собирают деньги. Нормально это? До речі, про замежжа хотів запитати. Ось ці адчуваються у горадзе, які на межі стаіць, вось гэта закрыццё межаў і карантын, які уведзены у Польше і у Литве. Ну, конечно, это значимое дело сейчас, тем более, потому что
там где-то куда-то люди могли выехать, немножко подработать для себя. Потому что здесь, если закрыть границу, вы увидите, что вообще негде заработать. А что такое 300-400 рублей? У нас такие зарплаты примерно 400-500 рублей, да? 500 рублей это $200, не целых. Не целых, да? Я не знаю, почем сейчас. Тобто $500 обіцяних не триблюють? Нет, уже давно такого нету. По 500, а уже говорили в 2015 году или в 2010, я не помню, там выступали, что уже до $1000 скоро будем получать. А этого нету и не было. Альбо по 500, выбирай, 500 или свобода. О. Поэтому хотелось бы перемен, и хочется и даже... Перемен не будет, пока не будет честных выборов. А слово «честные», оно с чем ассоциируется? Словом «честь». Честь. Честь. А у нас, да, так я про что и говорю. А белорусский язык подразумевает слово «честный», без буквы «Т». Как у нас говорят? Честные выборы. Значит, без чести. Какие антонимы у слова? Родная мова. Родная мова мне подобает. Не подобается. Подобается. Да. Почему? Какие слова антонимы у слова честный? Лукавый, лживый. Какой еще? Какие ваши еще думают? А почему колокол звонит? Нет, не давайте без колокола, давайте про правду говорить. А почему верная А неделя? синонимы слова честного это правдивый, не способный к мошенничеству. Так, ось большинство людей сконцентрировались тут. Да не в усатом дело. 21 век, понимаете, можно сделать выборы. Смотрите, Это же рассказать таракан. Так, тут працягваецца фатаграфаванне з Сергеем Ціхановскім. Усю увагу ён, конечно, выклаў сабе. Трымае на гэтым сустрэчы, на гэтым пікеце па зборы подпісаў за сваю жонку Святлану Ціхановскую. Сейчас мы это вслух скажем громко. 2 гадзіны таму Сергей разам з сваім караванам прыехаў сюды, у цэнтр горада, у цэнтры горадні. Вось. 6-й дзень запар ягоных падарожжаў па краіне і сустрэчай з сваімі прыхільнікамі, якія вельмі актыўна падпісваюцца за яго у кожным горадзе. Вось. Што у Менску, у Слуцку і Барановичах, вось, у Магілёве і Гомлі, і вось сёння ён тут прыехаў такім марш-браском ад Гомля праз Жлобін і Бабруйск да горадні, праехаўшы больш як 600 кіламетраў. Добрый день. Это прямая живая трансляция «Радио Свобода». Скажите, калі ласка, як давно ведаеце про Сергея Ціхановскага і чым ён вас привабливает? Да, вы знаете, уже, наверное, на протяжении года слежу за деятельностью как в Ютубе, так и в общественной деятельности Сергея Тихановского. Но самое главное, наверное, чем можно сойтись со всеми вообще людьми, которые сегодня здесь присутствуют в разных городах Беларуси на подобных пикетах. Огромная заслуга Сергея то, что человек потихонечку, наш белорус, начинает вырываться из лап страха, подходит к микрофону, говорит о существующих проблемах и видит то, что курс на перемены взят, и надо, главное, следовать этому курсу, идти этому курсу. Я еще хочу добавить, что, вы знаете, вот у меня мой дед, царство его небесное, который всю свою жизнь прожил в Беларуси, не только в Беларуси, он не покидал территорию в Гродненской области. Закончил 4 класса и с 14 лет работал на бульдозере, да, вот всю свою жизнь работал на бульдозере. Необразованный человек, человек от земли, человек из деревни, да. Он ни одного
года, выборочного года, не голосовал за Александра Григорьевича Лукашенко. И все свое время говорил, что внук, хочу дожить до того дня, когда увижу, когда этот режим закончится. Не получилось, не дожил. И сегодня мне лично стыдно перед своим дедом за то, что этот режим продолжается. Поэтому, Александр Григорьевич, вы украли достойную старость у наших дедов. Вы воруете настоящее у нас, но я надеюсь, будущее у наших детей вам украсть не получится. Дякую велике. Вельмі таку проникненую промову зробив один з градзецаў, з яким ми зараз розмовляли. Так, ось бачите, да, все теж пункти збору. Як і ў іншых гарадах, людзі найперш кажуць пра тое, што ім не хапае пераменаў, што яны прагнуць пераменаў, што іх не задавальняе эканамічны стан у іхных гарадах, у тым ліку тут, у горадні. Ось. І да, нельга сказаць, што публіка і прыхільнікі Ціхановскіх, які сюды прыходзяць, можна неяк акрэсліць іхні сацыяльны статус, то бок гэта вельмі розныя людзі. Вось, ад зусім маладых 18-17 гадовых, вось мы нават сустракалі, вось хлопец пераймаўся, што і не можа падпісацца, вось, а хацеў бы, вось, да пенсіянераў, якія таксама былі ўжо у нашым эфіры. Таксама, вось зараз, пакуль невялікая пауза ёсць, нагадаю, што сёння Александр Лукашенко упершыню выказаўся наконт іншых кандыдатаў на гэтых прэзідэнцкіх выбарах. Спачатку гэта было 15 чалавек, пасля Олег Гайдукевіч зняўся, зараз 14 чалавек, і сёння Лукашенко згадаў пра, не назваўшы імёнаў, вось, але вельмі яўна акрэсліўшы гэтых людзей, і стала зразумела, вось, пра Віктора Бабарыку, сказаўшы, што гэты чалавек, напэўна, хлусіць, калі кажа, што яму хтосьці прапаноўваў пасаду прэм'ер-міністра. Раней Віктор Бабарыка сказаў, што яму з ім вось размаўлялі іншыя кандыдаты ў прэзідэнты і прапаноўвалі такую пасаду. І таксама наконт самога Сергея Ціхановскага, сказаўшы, што вось тут раз'язджаюць на джипах па краіне, але і людзі з замежным грамадзянствам. Хаця ні ў когось ціхановскіх замежных грамадзянства няма. Як сёння Сергей сам распавёў, гэта падкрэсліў. Вось, і іншыя кандыдаты не маглі бы быць зарэгістраванымі увогуле ў кандыдаты ў прэзідэнты, калі б яны былі грамадзянамі іншых краінаў. І нават проста калі б яны мелі беларускі пашпарт, але нарадзіліся за межамі Беларусі. Так, зараз яшчэ паговорым з людзьмі, якія прыйшлі сюды падпісацца. Добрый дзень. Скажыце, вы адмыслова прыйшлі на гэты пікет? Еще раз. Спецыяльна прыйшлі на гэты пікет сёння? Да. Ці увогуле ведалі раней, ведаеце шмат пра Ціхановскіх? Так, слыхал. И смотрел на ютубе. Знаю, поэтому и пришел, поддерживаю полностью.
Што прыцягвае вось у ягоных прамовах, ці у вас там нейкія свае там ёсць, ці вам падабаюцца нейкія іншыя кандидаты, будучыя кандидаты ў прэзідэнты, які зараз зарэгістраваныя? Ну, мне импонирует Светлана Тихановская. Послушал много, увидел тоже много, согласен полностью с позицией. И я считаю должным просто свою подпись оставить за кандидата. А распавядзіце вось пра гарадзенскую моладзь. Вось з якімі праблемамі сутыкаецеся на сёння, ці увогуле то як бы все окей у гэтым горадзе зараз? Ну, у каждого по-разному. Везде у кого-то есть более-менее, у кого-то есть где-то все не так хорошо, есть плохо. Но, тем не менее, я думаю, что чтобы прям вау, как хорошо, нету ни у кого, как я так считаю. А нейкія асноўныя вось на сёння праблемы для моладзі ў горадзе маглі пакрэсліць? Ой, даже честно и не скажу, даже так прям, чтобы в основном. По-разному. Не знаю даже, что ответить. Вось, ну, колькі трэба зарабляць у горадзе сёння, каб гэта лічылася прэстыжнай працай? Ну, наверное, явно не меньше 1000 рублей, чтобы это было более-менее престижно. А не так, чтобы обещают одно, а по факту вообще другое. І наколькі лёгка такую працу знайсці? Ну, опять же, знаете, в интернете как бы вакансии есть по факту, да, для отчетности, а приходишь, либо таких, ну, либо звонишь, таких вакансий либо нету, либо и не было вообще такого. То есть статистика, мне кажется. А так не просто найти такую работу за такие деньги. Зрозуміло. Добре, дякую велике вам. Спасибо. У нас, получается, Белсат, ну, зашел в Беларуси, да? Белсат зашел в Беларуси? Гэта Рада Свобода. Живая трансляция. За что это получается у вас? Что-что? Это, ну, я слышал, ну, бывает, смотрю у вас, что именно, ну, это белорусское, именно официальное? Так, так. Это по-белорусски не разговариваете, да? Добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Расскажите, калі ласка, вось про ваш гэты предмет, за яким вы пришли. Что это такое? Это такой тапочек. Ну, в поддержку команды Сергея, значит, решили его, чтобы как-то поддержать, в общем, да. Не маленьким, а таким побольше. Вот, мы за страну для жизни, за перемены, которые уже как-то должны быть давно в нашей стране. Вот. Поэтому мы здесь сегодня. А вось, ну, какие перемены в этой краине? Ну, хотя бы, знаете, чтобы как-то действительно хочется, чтобы люди лучше жили, чтобы мы работали в своей стране и не ездили как бы, ну, на заработки там куда-то, да, там, ни в Америку, ни в Израиль, там, ни в Польшу. То есть, чтобы, ну, чтобы люди, семьи, чтобы были вместе дома. То есть, не заработки там, вот как дальнобойщики, которые, как говорится, вот, ну, чтобы заработать в семью, то есть, люди вынуждены сегодня вот так вот жить. Надо, чтобы человек был, ну, в своей стране, в семье, как говорится, и дома, наверное, все-таки, ну, ночевал как-то. Хочется как-то так вот больше. А вы сами так само с этим стыкаетесь, что заработки невеликие и... Да, потому что и заработки вообще ни о чем. Сколько зараз, ну, коли не секрет, вы зарабатываете? Вы знаете, стыдно сказать, 150 рублей. 150 рублей? Да, полста. На месяц? Это весь заработок ваш? И как бы, я говорю тоже, ну, не у всех пенсии, как бы, да, там шикарные или еще что-то. Тоже пенсия, копейки у мамы 300 рублей. То есть на такие цены в магазине это ни о чем просто, Поэтому как-то вот так нерадостно. У нас уже как-то давно мы не радуемся ничему, ни друг другу, как-то, понимаете, ни праздников, ничего, ни это. То есть, ну, абсолютно, 26 лет мы как-то уже совершенно, ну, как будто вот половину из этого, из жизни, ну, просто вот у нас вот куда-то ушло, непонятно куда. Хочется как-то, чтобы действительно в будущем, ну, как-то это все было лучше, веселее, ну, чтобы мы снова радовались. Ну, вот
Так вот. Але гэта цяжка ўявіць, каб 150 рублёў зарабляць на месяц. Як за гэты грошы можна прожыць? Вот так вот. Вот тоже вот одноклассницу встретила, она говорит, мне за апрель месяц 90 рублей заплатили денег, зарплаты. Вот. И она говорит, у меня неплаченная квартира. Понимаете, и ребенка нужно тоже кормить, и вот так, и вот так вот мы живем сегодня. Как-то страшно вот это, с одной стороны, все, поэтому как-то надо что-то, надо перемены, надо действительно, как говорится, вот этот вот страх действительно в себе какой-то побороть. Нужно научиться вот нам, наверное, уважать себя, свой труд, свою страну действительно, а не вот что-то вот так вот все время, как вот уже, я говорю, уже мы так настолько наклонены, что просто уже дальше некуда. Как-то надо действительно уже подниматься нам с колен, потому что мы действительно страна, которая в центре Европы. У нас прекрасные места есть, и исторические. Мы на исторических местах только могли бы, как говорится, зарабатывать бы деньги на этом. Но у нас нет инфраструктуры, у нас ничего не развито, у нас разрушаются вот эти все замки наши. Но мы строим ледовые дворцы. Везде. Вось Александр Лукашенко ўжо сказаў, што 200 000 чалавек за яго падпісаліся, то бок кажуць пра падтрымку, якую ён мае. Вы знаете, не верится. Они, конечно, что вот такая вот... Потому что как-то, общавшись с людьми, как-то мы сейчас как-то за страну для жизни, поэтому в это все мало верится, честно говоря. Хотя, может быть, там, милиция, военные, да, там какие-то госаппараты, да, конечно, там может быть. Но все-таки в основном в своей массе уже я говорю, что, уже это не так это. Добре, дякую велике. Спасибо. Будем надеяться на лучшее. Так, бачите, ось уже 3-я гадзіна пайшла. Пасля таго, як прыехаў сюды Сергей Тихановскі, людзі так размеркаваныя невялікімі чэргамі паміж, напэўна, 5-6 столікамі, з гэтымі кропкамі, дзе зборшчыкі подпісу перапісваюць іх пашпартныя дадзеныя да вылучэння. Напэўна, паўгадзіны таму вось нам сказалі, што у адной такой, толькі ў адным такім намёце 200 подпісаў сабралі. То бок, калі так прыкладна перамножыць, каля 1000, можа больш за 1000 подпісаў маглі тут вось за гэты час сабраць сёння у горадні. Так, напэўна, яшчэ паразмаўляем з людзьмі, якія прыйшлі сёння сюды. Так, бачыце, Сергей Тихановскі, які не можа спакойна прайсці. Дарэчы, Сергей, хацелі спытаць, ці ведаеце вы сёння, што Зенон Пазняк сказаў, што падтрымлівае вас і не лічыць агентурай, у адрозненне ад многіх іншых палітычных лідараў? А мне сегодня, наоборот, говорили, что он личит агентурой нас всех или не личит? Не лічыць. І вось ён у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў, што падтрымлівае Сергея Тихановскага. Я всегда к нему с уважением относился, то есть, было какие-то там в СМИ заметки, что он всех там, кто зовет на выборы, но мы на эти выборы не зовем. Может быть, Зенон просто не расслышал наш месседж. Мы зовем только на честные выборы. А честные могут быть без этих двух людей. Вот и все. Есть, может быть, неполная информация у него была раньше. Вот. Но если он так сказал, то есть, это здорово. А ці маглі б яшчэ, можа, нагадаць, ці з сучасных палітычных рухаў, якія вам імпануюць асабіста? Наверное, Николай Статкевич больше. Честно говоря, ко всем есть много вопросов.
Вот. Ну, люди говорят об этом, что столько лет и никаких результатов от оппозиции не видно. Ну, не то, что никаких, очень мало. То есть, и, наверное, поэтому численность вот наших всех партий оппозиционных, она все время меньше становилась. Она сейчас очень маленькая, очень мало людей за ними стоит. Но есть эти люди, которые прошли там и тюрьмы, и репрессии, они есть. Но большинство белорусов, ну, наверное, это все-таки результаты пропаганды на телевидении, в СМИ государственных, которые говорили, оппозиция там, постоянно ее пытались дискредитировать и смешать с грязью, да, то есть даже в этой кампании Лукашенко говорил, что вот они опять возят чемоданами деньги. Я был у Статкевича дома, он живет в половине старого деревянного дома в Минске, который по наследству с папой, 80 с чем-то лет. Вот как они одеваются, как они живут, там не видно, что не то, что чемоданов, там в кошельке, если он живет на вот эту офицерскую пенсию, да. Павел Северинец, я даже был у него дома, он снимает квартиру, живет с семьей, да, на гонорары писателя. И, ну, некоторых других знаю политиков. Я не понимаю, как можно на этих людей, вот такая наглая ложь вообще, беспардонная. То есть люди, можно сказать, что выживают, еще ходят на эти митинги, пикеты проводят, сидят в этих изоляторах, да, получают штрафы. Вот сегодня мне Павел Северинец говорил, что у него есть неоплаченные штрафы. Вот, и мы говорили о том, что нужно помогать активистам совместно вот, и пытаться вот это дело все компенсировать, чтобы люди не боялись. Еще раз хочу сказать, никто не бойтесь. И правозащитники, сейчас очень много неравнодушных белорусов. Если будут штрафы, будут помогать компенсировать. Но только в том случае, если вы с ними не соглашаетесь и обжалуете. Проходите инстанции и обжалуете. Если сами не можете, к правозащитникам. Потому что если вы соглашаетесь, действительно правильно люди говорят, что вы финансируете просто эту власть и расписываете в своем бесправии. То есть этого не должно быть. Добре, дякую велике. Спасибо. Спасибо. Тут надо как-то попробовать. Давай попробуем пройти. Можно фото? Можно. Давайте мы вот туда сейчас подойдем. На ту площадку. Так, это было, нагадаю, інтерв'ю з Сергієм Тихановським. Він тут так вокруг себе усіх людей утримлює. Вони просто по п'ятах ходять за їх. Мы твои фанаты. Мы пришли на твой концерт. Лучше пришел бы на мой концерт. Ми будемо вже завершати живу трансляцію з Городні. Нагадаю, тут сьогодні проходить пікет по збору підписів за вилучення Світлани Тихановської у кандидати у президенти. І керівник штабу Сергій Тихановський, відомий блогер, приїхав на зустрічу з прихильниками. Тут было несколько сотен людей, дагэтуль вось уже пошла 3-я година, люди не разыходятся. У Тихановскіх вельмі напружены графік, яны штодня ездзяць па розных гарадах, сустракаюцца сваімі прыхільнікамі. Мы асвятляем усю гэту выбарчую кампанію, таму, калі ласка, падпісвайцеся на наш канал на Ютубе. У гэтай трансляцыі, якую вы зараз глядзіце, будуць надалей яшчэ і аналітычныя матэрыялы тут, і прамыя ўключэнні з розных кропак Беларусі. Нагадаю, гэта была Радыё Свабода. Заставайцеся з намі.